И я хочу поблагодарить, что в этот весенний яркий солнечный день вы решили провести с нами на такую глубокую тему, как, скажем так, тема действительно глубокая, да? Влияние прошлых жизней на эту жизнь. Эта тема будет касаться, конечно же, смерти, да? Смерти физического плана, но перерождения в другом новом физическом плане. Наверное же, так как нас мало, мы сегодня беседу проведем как вопрос-ответ. Да, я что-то буду рассказывать, если какие-то вопросы будут, задавайте. Хорошо? Если бы было много людей, то я бы начитала семинар и ушла, но у нас есть возможность побеседовать. Наверное, многие из вас знают, что такое реинкарнация и инкарнация. Раз уж мы говорим, что такое будем говорить о перерождении, то эту тему мы обязаны будем поднять. Здравствуйте. Кто знает, что такое реинкарнация и инкарнация? Кроме Лены. Рождение. Да. Реинкарнация, как реверс, это перерождение, когда мы возвращаемся на эту землю, чтобы закрыть какие-то, возможно, недоделки и наработать новый опыт. Инкарнация, это же люди тоже наработали опыт, но по каким-то обстоятельствам их туда в мир душ не взяли, и они, скажем так, живут в неком таком состоянии между мирами, и они вселяются в людей. Уже появившиеся, родившиеся души, физические тела. Вот сейчас поднялась тема очень так про Кюнней Кардашевскую, да? Вот эта тема инкарнации, тема вселения чужих душ в тело совершенно другого человека. Но об инкарнации я очень много буду говорить на своем курсе. Сегодня я его затрагивать не буду, чтобы вас не пугать. А сегодня мы будем говорить о ситуации реинкарнации, перерождения. Почему прошлые жизни влияют на нашу жизнь? Хотя сейчас, когда мы поднимаем эту тему, не все понимают ее. Вот смотрите, если бы я сейчас провела семинар «Как разбогатеть», нам бы этого зала, помещения было бы мало. Да? Именно 0,5% людей всей Земли будут просветляться на эту тему. Вибрации Земли очень высоко поднимаются, поэтому сейчас нам открывается довольно-таки интересный пласт информации, который раньше был закрыт. Раньше был доступ к этой информации исключительно очень, даже вообще, скажем так, одного человека на несколько миллионов. Сейчас эта информация открывается, раскрывается, и мы обязаны ею делиться, чтобы каждый из вас действительно пробуждался, просветлялся и четко понимал, кто он и зачем он пришел на эту землю. Да? И не надо думать, что существует ад и рай, что если я буду себя вести хорошо, я попаду в рай или ад. Ада и рая не существует, его мы создаем сами в этой жизни, в этих состояниях, в которые мы с вами входим. И четко нужно понимать, что каждое наше действие, каждое наше состояние начинает уже влиять не только на наше будущее в этой жизни, да, на наше завтра, на наших потомков, но и будет влиять на наше новое перерождение в той нашей жизни. Так, бегу вперед. И сейчас очень часто поднимается такая тема, что чистая карма и так далее. Чистой кармы не существует. Чистой кармы не существует. Бывает карма легкая, либо карма тяжелая. Да? Потому что карма – это жизнь, карма – это то, что мы сейчас говорим, думаем, делаем какие-то поступки. Чистая карма – это мертвый человек. Мертвый человек, который полностью обнулился, и у него даже нет возможности жить дальше, принимать решения и так далее. Поэтому, когда говорят чистая карма, это люди, не сведущие в духовных знаниях, в информации о духовности, о духе, о душе, ничего. Это просто пустые слова. У кого бывает карма легкая? Да? Легкая карма бывает у тех, кто в прошлой жизни наработал очень много действительно положительного опыта. Но положительный опыт тоже он у нас двоякий. Положительный опыт – это не обязательно всем подряд помогать, да? Служить, потому что служение людям, иногда вот излишняя помощь бывает некой такой медвежьей услугой.
Сейчас это все тоже раскрывается. Есть много целителей, экстрасенсов, которые сами страдают от своей помощи всем подряд. Нужно понимать, что вот этот дар целителя, дар экстрасенса, дар человека, который... Здравствуйте. Человека, который может оказывать помощь людям, дан для того, чтобы он самоисцелился и с помощью этого начинал учить людей самоисцеляться. Да? Поэтому, когда вы ходите к экстрасенсам-целителям, вы понимаете, что вы идете туда снимать только, скажем так, симптом, а болезнь остается и наоборот через какое-то время усугубляется. Если по-якутски говорить, об этом тоже некоторые знали, но они почему-то об этом сейчас забывают. Да? Все по-якутски понимаете, да? Понимаешь? Одного, скажем так, беса уберут, потом через время человек вернется с 7 бесами. Почему так происходит? Потому что и целителям, и экстрасенсам, и людям нового времени нужно работать над тем, чтобы каждый человек занимался самопознанием и понимал причины своих проблем. Пока мы не знаем причин своих проблем, исцеления никакого быть не может. Да, симптом, как обезболивающая таблетка, на нас подействует на какое-то время, а потом, через время, эта же боль вернется к нам сторицей, и уже она не будет никаким лекарствам не поддаваться, никаким целителям, никаким экстрасенсам. Прошлая жизнь очень четко влияет, и вот сколько мы практикуем, сколько смотрим, прошлая жизнь не вся целиком влияет на нашу жизнь. Влияет на нашу жизнь именно состояние предсмертное. И почему предсмертное состояние? Потому что в течение жизни, конечно же, там люди живут и по 80 лет, кто-то живет 15 лет, кто-то живет там 40 лет, но бывают очень какие-то серьезные переживания жизни, да? Переживания и переживания и, скажем, потрясения, которые перед смертью человек не может отпустить. Это боль, обида, гордыня, высокомерие, да? Но в основном это идет как боль и обида, боль, оставшаяся в сердце. К примеру, могу рассказать, что вот есть методика, да, в матрице, через которую мы смотрим вот это, рассматриваем. И вчера тоже я рассказывала пример, да, девушка в прошлой жизни рождалась в еврейской семье. Мы никуда не погружаемся, мы четко высчитываем по дате рождения, кто кем был в прошлой жизни. Да? Девушка была в прошлой жизни, рождалась в еврейской семье, но то, что как конкретно еврейское, это мы уже считываем с поля. И у нее обида на родителей и обида еще на кого-то, кто был, ну, как ученый, да, на исследователя какого-то. Оказывается, в прошлой жизни эта девушка умерла в неком таком концлагере. Это даже не концлагерь, а евреи всю жизнь не любили везде, во все века и времена, да? И этот народ прошел очень много испытаний, очень много гонений. И вот эта девушка прожила вот это, скажем так, как наподобие Холокоста, но это было давным-давно, еще вот как в Освенцим попало, да? И там были ученые, которым нужно было найти какие-то препараты, лекарства или вакцины на них испытывали, как заживлять кожу и так далее. И вот на ней делали опыты. Сдирали с нее кожу, там матку ее изучали, хотя это была еще не женщина, но и не ребенок, это был девушка, подросток, да, где-то, наверное, от 15 до 18 лет. И вот ее детородные органы изучали, кожу сдирали и так далее. И обычно, когда делают запросы, люди делают запросы совершенно другие. Их волнует материальная часть, муж, да, куда уехать, где заработать, чем заняться, все ищут предназначение. Еще раз скажу, предназначения не существует. Есть задачи, которые мы с вами должны решить, и отработать какую-то вот обиду, которая лежит у нас в прошлой жизни, да? И вот у нее лежала задача принять свой род, принять человека, который ей ненавистен и ее обижает, да? Если она в прошлой жизни была евреем и подверглась этому наказанию, этому испытанию, то в этой жизни она родилась в семье, скажем так,
у якута и русского, да? Родилась сахаляркой такой. Ну, у нее вроде бы, она и не русская, и не якутка, вот внешность такая. Было время, когда они жили здесь, в Якутске, и мама бросила, она осталась только с отцом. Да? Испытание, а у нее там стоит в первой половине жизни обязательно испытание с матерью, и мать ее бросила, и они с отцом уехали на родину отца в Россию. Там ее называли якуткой и вообще не принимали. Хотя вот так посмотришь, не чистая якутка, да? Светленькая, беленькая, и ее там не принимали, везде в школе обижали, оскорбляли, и через какое-то время они вернулись сюда, и здесь ее тоже не принимали. Русская, там, везде, где она была, у нее шло непринятие, да? Дальше смотрим, и мы обычно сейчас смотрим всю семью, потому что в прошлой жизни то, что мы сами только не то, что сами не доработали, но еще с кем-то не доработали, например, вот те же родители евреи, тот же нацист, который сдирал кожу, да, вот то, что она там не доработала, вот с обидой на них она умерла, да, и с проблемами, вот с этими открытыми ранами и так далее, она приходит в эту жизнь, и вот те герои приходят и встречаются с ней в этой жизни. Кармические отношения. Муж, дети, все из той оперы, и родители то же самое. И когда мы начали смотреть ее мужа, ее детей, у нее 4 детей, старший сын оказался тем же нацистом, тот был нацистом, да? И когда я вот раскладку сделала, она начала плакать и говорит, вот именно я и к Витману ходила, и вообще внутри у меня идет не любовь к своему старшему сыну. Я его, говорит, терпеть не могу, я вот с момента беременности его не люблю, я его прямо ненавижу, вообще никак принять не могу, а ему уже почти 20 лет, да? И вот когда мы это поняли, она говорит, у меня как будто вот щелчок, да? Оказывается, сын был нацист, чему вообще, какая задача? Всех не то что прощать, а отпускать. Вот этот опыт нужно принимать. Принимать. Значит, я не то, что там, когда бьют в одну щеку, поставь другую, да? Нет, другое. Там есть ситуации, когда мы из любой ситуации должны находить выгоду. И эта выгода всегда есть, да? И когда я это все ей рассказала, она вот и про сына рассказала, и как будто щелчок, и она говорит, как будто я обнулилась, и все свои обиды и ненависть к сыну убрала, да? И показывает кожу, вот, где я показывала, там у нее родимые пятна огромные. Да, потому что в прошлой жизни, когда мы умираем, где отпечатки на нашем теле остаются при смерти, да, вот, когда мы боль чувствуем, вот с этой болью мы здесь и рождаемся. Это обязательно, это кармические болезни. Но эти болезни тоже, как спящий вулкан, они просыпаются именно тогда, когда мы не идем по задачам рода. По задачам души, по задачам нашего духа, с которыми мы пришли сюда, в эту жизнь. Так. Нужно еще самое главное понимать, что мы с вами находимся не просто внутри нашего тела, мы находимся в неком таком многомерном состоянии. Нужно понимать, что я не этот человек, я не Лена Кондакова, да? Я не Лена Кондакова, меня зовут Елена Кондакова, меня зовут, да? И то, что я занимаюсь, это не я, это мой опыт, это та информация, которой я обязана делиться. Если раньше все люди жили в трехмерном пространстве, где до астрала только информация была, и на уровне которой, я постараюсь потом нарисовать, да, на уровне которой люди вот разговаривали с духами, да, более низкие вибрации работали, духи, умершие, вся жизнь более такая низкочастотная. Да? Поэтому вот до 2017 года, скажем так, это было как бы нормально. Кормить духов, там, оладушками, что-то там, ходить в буддийские храмы для низкочастотных духов, там именно они просят водку, да? Потому что надо их ублажать только низкочастотными продуктами и так далее, то сейчас мы уже с вами поднимаемся, хотим мы того или нет, до 7-го уровня. И где-то до 17-19 год, я даже в 19-м уже про 7-е измерение рассказывала, мне информация открывалась только до 4-го уровня.
А представь, на четвертый уровень выйти из трехмерного уровня – это уже большой шаг. Каждое перерождение, каждый выход и на новый уровень сопровождается очень тяжелыми телесными болезнями. Но это не о том, что это как у шаманов, да? Это действительно на клеточном уровне изменения. И вот в этот момент нам нужно четко понимать и осознавать, что каждая клеточка нашего тела тоже готовится к некому переходу, к некому изменению. Но что мы делаем? Мы начинаем обращаться к врачам, да? Но благо в моей жизни встречались только хорошие врачи, вот, сведущие, да? Где-то в 16 году, когда у меня было такое, как будто у меня, я думала, с мозгом что-то происходило. Я думала, либо я схожу с ума, либо был такой момент, когда я не видела несколько часов потемнение, я думала, слепну, или у меня в мозгу рак, или что я думала, да, потому что вот мозг мой был как будто ходячий. Я обратилась к неврологу, сделали мне МРТ и прочее, и сказав вот это все, увидев вот это все, она сказала, у тебя идет дорогая трансформация, да? А другие бы меня там начали лечить, колоть, что-то бы начали делать. И действительно, это шла мощная трансформация, потому что после этого очень много, вот прям всплеск. А когда в наш мозг вливается информация, это очень больно. Это мигренеобразно. И когда голова болит, вы, наоборот, стараетесь расслабляться и задавать себе вопросы. В этот момент идет мощная распаковка. Сейчас, хотим мы того или нет, прямо оттуда открывает наш мозг и всовывает туда информацию. Это очень болезненно, это очень больно, но через время, когда мы начинаем осознавать и начинаем вот так говорить, эти боли уходят. Когда я ухожу в молчание, в тишину, мое тело тоже постоянно болит, и мой мозг прям взрывается. Но на тот момент, пока я вот этот файл, информацию, которую мне дали, пока не разархивирую, пока на человеческий язык не переведу, у меня все болит. Да? И вот когда я приезжаю в Якутск, у меня идет вот этот выплеск, и у меня вот идет некое такое исцеление. Да? Но это в меня никто не включается, никто в меня не вселяется. Это с моего тонкого поля, энергоинформационного поля я получаю информацию. Если люди, как я сказала, жили в трехмерном измерении, да, в трехмерном измерении и до четвертого измерения, в трехмерном все работало по энергиям. Вот как сейчас фэншуисты работают, там энергию там в угол, там зеркало туда оставь, кровать сюда, там пятерка желтая куда-то залетела. Это все устаревшее, дорогие мои. Сейчас все работает не на уровне энергии, сейчас все работает на уровне энергоинформационных потоков. Сейчас все есть информация. И когда мы подключаемся и начинаем работать с информацией, мы расширяем свое сознание. Не живем в этих низких частотах энергии, да? Мы начинаем жить как осознанные взрослые люди, которые действительно многомерны. С третьего уровня выход на многомерность у нас начинается с познания родовой системы. Кто мы для рода, к какому роду физическому мы принадлежим. Да? Но смотрите, очень много информации по родовой системе скрыто, спрятано. Да? Где-то мы знаем по линии матери что-то до бабушки, где-то там до прадедушки, но дальше все покрыто тайной, да, за 7 печатями. Почему так происходит? Потому что тоже я раньше не знала на этот ответ, оказывается, потому что наши души рождаются во многих случаях не в своих родовых системах. И когда душа приходит не в свой род, как она считается иногда как включенная в родовую систему, но тем не менее это тоже отпечаток из прошлой жизни, но эта душа привносит в этот род какую-то новую информацию, новый опыт, новое видение. Ну, наверное, далеко ходить не надо. Очень многие из вас, наверное, чувствовали в детстве, что вообще я из этой семьи, что ли, меня, может быть, удочерили, а почему у мамы разрез глаз такой, а у меня такой, почему я ни на кого не похожа, почему все смуглые, а я беленькая, да? Вот такие вопросы, это уже информация о том, что вы вообще из другой родовой системы, душа включилась в совсем чужой род. Есть, да, такие души, которые рождаются только в своем роду.
Но это очень чистый, когда род, когда законы рода не нарушались, когда гены чистые, вот тогда перерождается только в своем роду. Но когда есть исключенные из родовой системы, когда есть включенные в родовую систему, а почему это происходит? Когда человек исключается из родовой системы, когда он на кого-то обижен, он уходит в другой род, к тому, кому обиделся, и там как пиявка присасывается, да? И там в том роду он включенный, а в своем роду получается исключенный. Исключенные из родовой системы также люди, которые нарушали законы коны рода. Законов рода довольно-таки много, но основные это 7, да? Не нарушать генный не выходить за другую нацию, не смешивать кровь, да? Уже женщина обязательно должна быть целомудренной, когда выходит замуж и так далее. Ну и там еще, можно и посмотреть, у Джули По есть очень хорошие видеоролики «Иконы рода». Да? Сегодня тема не про род, поэтому я в это углубляться не буду. Но учитывая то, что сейчас мы рождаемся очень часто и не в своих родах, и мы являемся потомками смешанных браков не в том плане, что именно русский за украинца или там якут за эвена, а в том плане, что именно вот монголоидная раса и европеидная раса, когда соединяются, идет мутация генов. Мы думаем, метисы, красивые дети, вот рожу от русского там, получится красивый ребенок. На самом деле метис это мутант, который рожает других мутантов. Да? Откуда сейчас эти заболевания? Аллергии, вот эти аутоиммунные заболевания. Да? Вот я сижу настоящий мутант. Да? Метис, мутант, у меня мутация генов, и у меня генетическое заболевание аутоиммунное. Да? Поэтому то, что я всегда говорю только о том, что я на практике увидела, то, что я изучила, то, что я получила доказательства, да? Вот. Поэтому это мутации и так далее, но чистокровных людей сейчас по всему миру найти невозможно. И что происходит? На самом деле не надо из-за этого страдать. Сейчас вообще время такое, что нужно все воспринимать как благо и на счастье. Даже любую болезнь, не надо с ней сопротивляться и бороться, нужно ее любить и благодарить. Да? Потому что я благодарю свою болезнь, потому что она меня привела к этому некой части просветления, пробуждения. И я четко понимаю, что если бы я умерла в 2014 году от болезни, да, то я бы умерла в обидах, боли, в страданиях. Но сейчас я четко понимаю, когда я люблю свою болезнь, благодарю ее, у меня состояние другое, и в любой момент, когда я могу покинуть свое тело, я понимаю, что я уйду счастливой. Да? И не важно, что мое тело там деформировано и так далее. Сейчас важно наше сознание и наше состояние перед смертью. И я не должна сделать ту ошибку, которую я сделала в прошлом воплощении. В прошлом воплощении меня завязали руки и ноги и утопили. Да? Будучи ребенком, сделали ритуал, обряд, где в семье было много девочек, чтобы мальчик родился, решили дать жертву. И я оказалась этой жертвой. И в этой жизни, опять же, мое заболевание делает из меня жертву, чтобы я делилась со многими людьми вот этой информацией. Да? И мне четко наказывают, чтобы я молодым больше давала информацию, но предки возрастных людей, их тоже приводят ко мне, чтобы дать вот эту информацию. Хотя вот эти люди, они знают больше меня, да? Они больше меня читали, познали, да? Но я практик. Да? Они, может быть, теоретики, но я практик, который прошел на своем теле очень много испытаний. И четко осознаю каждое свое сказанное слово. Потихонечку ушла из темы. О чем я говорила? Перешла к своей болезни. Кто-нибудь? Это что, душа рождается? Да, душа рождается не в своем роду, и вот хотела сказать, да, вот мы как метисы, мутанты, и душа, рождаясь не в своем роду, она зарождает новый геном.
Нужно, оказывается, вот я до прошлого года, вот до января я никогда не могла понять, почему мне говорят, передают информацию, работать с физическим родом только до 2019 года. Почему с 2020 года они мне ставят запрет работы с родом, да? А оказывается, потому что у нас есть физический род, который создает нашу структуру ДНК, да, наши гены физического тела, но тем не менее есть геном души. Геном души, который записан на каузальном поле, которое мы проходим на курсе вне матрицы. Кем я был, что я делал, это все записано в моем поле, и оно вот оттуда, тот геном переходит и в мое это воплощение. И вот этот геном из прошлого, который записан в памяти энергопространства, энергоинформационного поля, дает этому физическому роду новую информацию и новый опыт. И сейчас мы с вами все мутанты, но люди новой расы, 6-й расы. Через любовь и благодарность, через принятие мы становимся людьми без наций, без религий, без границ. Да? И вот это вот увлечение я-саха, там якутские обряды, там ритуалы, вот это, от этого потихонечку нужно уходить. Когда мы осознаем, что мы новые люди, мы живем в новое время, с новыми энергиями, с новыми генами, с новым осознанием, мы выходим на несколько уровней выше. И потихонечку, когда мы выходим на более высокое сознание, мы что делаем? Подключаем в физическом теле, не как теле целиком, да, а внутри нашего тела подключаем, даем клеткам нашим сознание. Пробуждаем клеточное сознание. И когда мы начинаем работать с клетками, тело начинает исцеляться. Но чтобы работать с клетками, нужно поднять свое сознание на несколько уровней выше. Это вот тема духовности. Тема духовности – это о том, что мы знаем, кто мы такие, что я не просто душа, я дух. Да? Я воплощенный дух, и нужно четко понимать, что душа – это программа, это матрица. Душа – это матрица, и душа находится почему-то только в 5-м измерении. Сейчас я нарисую, будет более понятно. Это вот небольшая теория, да? И как показательно нарисую, и более-менее чуть-чуть будет понятно, но нужно понимать, что понимание приходит именно в проживании. Я говорю много, да? Но из того, что я говорю, вы можете усвоить только 20% информации, 80% вы будете осознавать в своей жизни. Там знак, тут знак, наблюдение. Мы проживать должны жизнь в неком таком наблюдении, в неком созерцании, в осознанности, не включаясь в эмоции, потому что эмоции нас отключают от нашего сознания. Вспоминайте, да, когда что-то происходит, если вы эмоционируете, вы все портите. Да? А нужно было немножко, потому что эмоции на 1,5 секунды или вообще на несколько секунд отбрасывают нас назад. Вместо того, чтобы идти вперед, мы отбрасываемся назад и теряем ту возможность наблюдения и какого-то осознания и получения урока из того, что происходит, из опыта. На самом деле опыта у всех много, но если из этого опыта мы не познали что-то ценное, опыт как грабли, мы на него будем постоянно наступать. Пока не выучен урок, да, вы будете постоянно сдавать этот экзамен, постоянно и постоянно. Поэтому не надо говорить, вот фэншуй это мой опыт, но из этого опыта, если вы не вывели для себя урок, что это просто низкочастотно. Ну, это моя любимая тема. Но сейчас об этом важно говорить, потому что 2020 год, он год разоблачения, год раскрытия, год пробуждения, год просветления. Если вы раньше смотрели на все вещи одним глазом, то сейчас уже начинаете смотреть 2 глазами, да? Представьте, закройте один глаз, что вы видите? Только это пространство, да? А сейчас время, когда вы видите все шире и намного больше. Но не дадут соврать девочки, которые проходили вне матрицы.
как будто шора с глаз спадает, да? Начинаете видеть шире, начинаете видеть больше и становитесь более наблюдательными. Вы уже не торопитесь, не эмоционируете и не впадаете из крайности в крайность. Если говорить, что вот в трехмерном пространстве всегда говорят, нужно быть в единении дух, душа и тело, да? Ну как это понять? Дух, душа и тело. А на якутском вот этом вообще там и якут, всяких кутов очень много. 12, да? Сколько кутов? Искут. И еще там у них много чего. Я как-то, муж мне отправил, я думаю, Аиту, Аллахсы. Да, действительно, есть, мы сейчас говорим только о 7 уровнях, да, на самом деле этих уровней бесконечное количество, да, но мы можем при жизни дойти до 16 уровня, и сейчас таких людей очень много. 16 уровень, и, наверное, где-то к 22 году люди уже начнут подниматься и до 25 уровня. Есть, как я сказала, есть физические родители, да? И до 2019 года, и сейчас вот немножко мы не можем поработать с физическим родом, но мы уже переходим в руки духовных родителей, духовного рода. Да? Сейчас я мелко. Смотрите, сейчас нарисую. Вот наше физическое тело, наша физика. Да? То, кем мы себя ощущаем. Вокруг физического тела есть эфирное тело. Это второе наше тело. И эфирное тело, вот говорят же, вижу ауру, свечение человека. Это все в эфирном поле. Здоровье наше тоже зависит от эфирного тела. Ну, грубо сказать, даже энергия жизни тут копится в эфирном теле. Да? Но эфирное тело, над эфирным телом есть астральное тело. Здесь напишу а это астральное тело. Если эфирное тело это энергия, это уже то, как наше тело светится, астральное тело отвечает за наши эмоции. Эмоции, астрал. Но есть нижний астрал и высший астрал, и точно так же в этом астрале тоже есть 7 уровней, подуровней, да? Об этом тоже, как бы, если интересно, потом где-нибудь подучите. Если у нас эмоции низкочастотные, мы впадаем в обиды, из крайности в крайность, мы что делаем? Мы сами себе нарушаем энергию. Мы делали еще в 2014-2015 году, когда я только-только начинала делать семинары, и очень много я работала с энергиями, и в тот момент я вот привозила Витмано, чтобы люди работали сначала вот с энергиями, да, я начинала работать с энергией. И мы, когда проводили семинары, до семинара мы приглашали человека вот с программным обеспечением, который смотрел ауру человека. Да? Кто-нибудь проходил такую диагностику? Аура-диагностика называется. Ну, в Якутске тут знали, что устаревшие модели. Вот в Москве у них более четкие, у них даже чакра, куда смещена, вот это все показывает. Да? Вот. В начале семинара у людей аура была другого цвета, да? После семинара у них аура стала другого цвета. 2-часовой семинар. Но нужно четко понимать, что наша аура меняет цвет в зависимости от нашей эмоций. Да? Вы сейчас пришли, вы сейчас, возможно, где-то у вас были пробоины и так далее, где-то залатаетесь новой информацией, да? Состояние какое-то, возможно, озарения, легкости будет, аура, цвет изменит, более приблизится к фиолетовому, может, да? Вы уйдете, а у меня пойдет истощение, потому что я все сливаю на вас. Потом уйдете домой, вот такая одухотворенная, муж там что-нибудь скажет, вы опять упадете на низкие эмоции, на низкие вибрации, вы опять набьете все свои пробоины. Да? Поэтому наша аура меняет цвет, можно сказать, ежесекундно и зависит от наших эмоций. Прям это запомните. Наши эмоции. И когда наша аура, наше эфирное тело слабеет, из-за чего? Из-за наших эмоций, постоянных перепадов настроения, стресс, депрессия, переживания, уныние, нелюбимая работа. Опять на работу, да? На работу надо идти как на праздник.
Если не любимая, если никак не можете поменять, трансформировать свое сознание на любовь к этой работе, хотя бы уважение и благодарность за то, что я живу за счет этого, да? Мои дети могут одеваться, кушать, я могу себе позволить хороший завтрак, обед и так далее. Вот тогда потихонечку увидите, что на работу действительно будете идти как на праздник. Люди говорят, на работе праздник, дома беда. Муж там опять, наверное, там что-то выпил, лежит на диване. Или даже не пьет, муж лежит на диване, бесит, да? На самом деле, если есть дома мужчина, лежачий, стоячий, сидячий, благодарите. За любого, да, потому что главное есть мужчина. И сейчас мужчины, они обязаны лежать на диванах, потому что они свое отработали в свое время. Сколько они войн пережили, да? Сколько они там мамонтов перебили. Да? Сейчас пришло наше время работать. Но мы должны из работы делать удовольствие. Женщина это может делать. Но что она делает? Она включается опять в прошлые переживания, в прошлые страдания, когда мужа убили на войне и так далее, а ты живой. Ну, мы так не думаем, не говорим, но подсознательно у нас идет, а ты живой, лежишь на диване. Ни мамонта не забиваешь, ни за родину, ни за меня не воюешь, да? И начинает создавать ситуацию, чтобы побольше его... Я стрессую, и он должен стрессовать, да? А он кайфует, не даем человеку возможность кайфовать. А что нужно? Лечь рядом и отдохнуть, покайфовать. Учиться у них кайфу, жизни. Просто с пультом, да? На самом деле это я все утрирую. Из всего можно выжать сок. Из всего. Из лимона, из свеклы. Из всего можно выжать сок. И точно так же из любой ситуации можно выжать и получить что-то полезное. Вроде бы лимон кислый, горький, но у нас очень полезный, да, продукт. Поэтому каждый опыт и каждая ситуация, она дает нам какую-то ценность и какую-то важность. Нужно пытаться найти и увидеть это. Да? Ну вот астральное поле. Когда мы с вами ложимся спать, мы где-то гуляем, витаем, странствуем, мы гуляем по астральному полю. Мы находимся в астральном поле и начинаем видеть там ситуации согласно наших прожитых сегодня эмоций. И плюс начинаем видеть то, что... ну ладно, сейчас скажу, откуда приходит. Да? Вот астральные эмоции. Следующее поле ментальное. Я что заметила, я начала аккуратнее рисовать, да? Раньше я не умела рисовать. Это ментальное поле. В ментальном поле находится память родовой системы. Все программы рода, да, до 7-го поколения, все программы рода находятся в этом поле ментальном. Да? И это ментальное поле очень влияет на наши мыслеобразы, мыслеформы. Иногда вы, наверное, тоже замечали, непонятный, необъяснимый какой-то страх возникает, да? Вроде бы со стула не падали никогда, но страх стула, да, подняться на него и так далее. Это все потому, что где-то в роду кто-то прожил этот опыт, да, и у нас где-то вот из тонкого плана, как идет вот такая информация, и что у нас? Эмоция страха. Да? И смотрите, астральное, вот до астрального поля, физическое тело, эфирное, астральное – это вот трехмерный уровень, когда мы живем эмоциями. Когда мы живем эмоциями, и плюс на астральном поле живут все экстрасенсы, целители, шаманы и так далее. Они видят, считывают всю информацию, вы к ним приходите и говорите, вот ты кого-то там, что-то на кого-то обиду держишь, какая-то там, вот еще нижний ментал, вот они могут видеть, более высокочастотные, они могут видеть нижний ментал, но в основном более низкочастотные, они видят только то, что на уровне астрала. Да? Потому что мы отсюда проекцию делаем на астрал и начинаем все это проживать через свое тело. И они вот это видят, начинают рассказывать, говорят, откуда он это знал, откуда он меня, потому что мы идем и за нами шлейф от этой информации. Даже она может быть не как картинка, вы вот попали, и уже мыслепоток идет, да? И вот так и мы считываем информацию с других людей легко.
И сейчас каждый человек, он очень чувствителен, но когда он это не принимает, мысли людей, еще в 2014 году я поняла, что мысли людей перескакивают из головы в голову. И неосознанный человек чужие мысли принимает за свои. Вот сидите и думаете, ой, а что это? Резко я подумала об этом, да? Я об этом четко поняла, когда в 2014 году ездила на семинар в Критмаду в Москву. И там во время практики нужно было что-то разговаривать или что-то. Ко мне пришла мысль, а они побили бы меня палками по спине. Я думаю, откуда такая мысль, да? Потом нас в круг посадили, и там по несколько человек, и женщина рассказывает, когда стояли, я вспомнила там историю, в каких-то там веках наказывали битьем палок по спине, да? И говорит, я хотела попробовать. И вот, оказывается, ее мысль ко мне перескочила. И вот очень много такого происходит, и дети сейчас очень открыты, и почему детских суицидов очень много, да? Потому что вот детей надо беречь и не водить во всякие многолюдные места, они все считывают. Детей надо сейчас беречь, с детьми не конфликтовать, учите слушать детей и пытайтесь с детьми разговаривать, слушать, и чтобы он четко понимал, что его, что не его. А для того, чтобы научиться слушать ребенка, вам нужно научиться слушать самого себя. Да? Здесь эмоции, здесь у нас мысли, формы, мысли, образы. Все здесь на ментальном уровне, и тут очень четкая связь с нашими предками. Да? До 7-го поколения. До 7-го поколения за нашей спиной 126 человек. 126 человек, как жили, что делали, чем дышали и так далее. Это все у нас записано на нашем вроде тонком уровне, но и каждая клеточка нашего тела получает информацию отсюда. Вот еще одно заблуждение, что душа живет в области сердца. Душа здесь не живет, просто она связана с этим. Люди думают, что они мыслят головой, ничего подобного. Голова просто как роутер, как радиоприемник, который получает информацию оттуда и передает, да? Передает, начинает фонить. Вот мозг наш. Он просто связан с... Мы огромное существо, да? Вот ментальный уровень, тут родовая система, мысли-формы, мысли-образы. Выше у нас идет уже, тут если уровень энергии, да? Энерготела, то ментальное поле, оно как бы нейтральное, оно уже дает некий переход на энергоинформационное поле. Переход делает, да? Дальше, смотрите, сейчас нарисую одно, потом перерисую. Когда люди живут на астрале, когда к роду они обращаются постольку-поскольку, и род для них просто как мама и папа, да? И они не понимают ценности, что именно до 7-го поколения род важен, потому что в 7-м поколении 64 человека, которые составляют структуру нашего ДНК. 64 триплета ДНК, 64 кодона. И оказывается, какое-то время ученые говорили, часть ДНК мусор. Часть ДНК мусор. А почему они так говорили? Потому что очень много исключенных из родовой системы, очень много забытых в родовой системе. И они были как мусор, да, считалось. И поэтому мы себя не признавали, не принимали в полном своем объеме. И те, кто проделывал работу с родом, у них идет четкое принятие себя, своего тела, любовь к себе, любовь к ближним. Вот это не как в один день, как волшебной палочкой, да? А вот они информацию получили, проработали, и потихонечку это все начинает приживаться при желании. Может и не прижиться, да? Все, что делается, все, к чему мы приходим, имеет эффект накопления. Если мы сегодня тут поработали, завтра куда-то отскочили, ничего не копится. Это я тут, там, как, скажем, стрекоза. Лето красное пропела, всю жизнь так с одного на другое скакала, и ничего должного в этой жизни не получила. Да? У таких людей энергоинформационное поле вот такое, малюсенькое. Следующее у нас поле каузальное, поле души. Каузальное. Здесь находится наша душа. Но нужно понимать, что душа не в нашем сердце. Душа, что такое душа? Душа – это матрица.
Вот та матрица, о которой все говорят, это наша душа. Я не душа, я дух, да? Но душа – это моя задача, это программа моя. Да? Матрица – это вот как, скажем, матрица, в которой записаны задачи моего воплощения. Это как контракт моего духа с моим физическим телом. Контракт. Ну, вот как дух подписывает контракт, соглашение, кем я должна быть, кем я должна работать, что я должна сделать. Да? Я, как дух Кондакова Елена Владимировна, ну или как дух, и мой работник, как Кондакова Елена Владимировна в этом теле. Да? Есть у меня программа. В контракте написано в пункте таком-то, таком-то, что я должна передавать информацию о духовности и так далее. Но когда я в духовности ничего не смыслю, я живу материальными благами, я живу только в привязанности к мужу, к детям, к деньгам, мне нужна хорошая машина, мне нужна хорошая квартира, там, бриллиант, там, красиво жить, красивая жизнь и так далее. Что происходит? Я свой контракт не исполняю. И мне говорят: так, тебе испытательный срок 2 недели, да, 2 недели. Ты по контракту отрабатываешь, если не отрабатываешь, мы тебя увольняем. А это что значит? Это значит, мне дают болезнь, если я не следую своим вот по контракту, да, мне дают болезнь, и в этой болезни я должна была именно прийти к осознанию. Но в этой болезни я именно от своих привязок, там, я думала первое время, что меня спасла моя ревность. Потому что когда я болела, я думала, я, возможно, скоро умру, и я ревновала, что я такая молодая, муж молодой, я умру, меня где-то похоронят, муж женится, а его похоронят рядом новой женой. Представляете? Я вот думала, нет. И вот это был вот такой бзик, но тем не менее он все равно стал каким-то этим. И я тогда начала думать, я сказала, нет, но как я должна вернуться к жизни? Да? Как я должна вернуться к жизни, как я должна сама себя спасти, как я должна начать, продолжить эту жизнь, чтобы его не похоронили, не дай бог, с какой-то новой женой. Да? Вот. И когда я вот это озвучила, и был момент, конечно, это не однодневная работа, был момент, когда я очень много обращалась и к Богу я обращалась не в молитвах «спаси, сохрани», я на него кричала, я на него рычала. Если ты есть, где ты? Почему меня оставил? Да? Я истерики устраивала, выезжала на реку и устраивала настоящие истерики по обращению к Богу. Да? Покажи, я пойду по этому пути, покажи, почему я слепая, и ты пытаешься типа меня вести. И вот когда я начала делать такие запросы, дорога начала открываться. Какие-то семинары, я вообще ничего не знаю, ехала куда-то за 3-9 земель, платила какие-то деньги. И вот там начинались вот это самопознание. И именно с 2014 года я начала работать над собой. И сразу меня включили в сложную эту... Попала на семинар Мадхарм Джоти, индиянки, первой ученицы Оша, на 5-дневный ретрит-семинар, и там на 2-й день я уже, можно сказать, прозрела. Да? В какой-то момент я перестала испытывать боль, я перестала пить таблетки на тот момент, и через 5 дней, когда я приехала, люди сами начали за мной ходить. Лена, ты стала другой, покажи, что с тобой сделали, что там было, научи. Да? И сразу я тогда поставила хорошую цену, я сказала, я много говорить не буду. Я думала, они откажутся. Я сказала, мне нужно 3 дня и 3 ночи, чтобы вас научить. Я думала, они откажутся, но они арендовали в Ортодойду вот эти домики, да? Они все сделали, что еще и мне заплатили. Представляете? И я поняла, оказывается, я встала на правильный путь, и уже каждые 2 недели я начала проводить подобные семинары, потом уже привезла Витмано, потом еще вот так пошло, какие-то семинары. И сейчас я понимаю, что в 2014 году то, что я говорила, я сама себе уже не противоречила, идет развитие. Там была у меня информация на 1 том, сейчас на 2 тома, да? Вот так растет, информация по чуть-чуть дается. Не надо торопиться получить здесь и сразу все, да? Люди хотят, вот я осознание поняла, а где материя? Ты говорила, материальное – это результат того, что я осознание какое-то получу. Да так не бывает. Все поэтапно, искусство маленьких шагов, как Экзюпери писал, да? Вот каузальное поле душа. Вот я была такой.
На что похоже? На матрешку. На матрешку, да? Матрешка, или еще здесь ушки добавить буду, как неваляшка. Да? Но сейчас все работает не так. Когда человек не осознает своих программ, не осознает, для чего он пришел в эту жизнь, ему дальше не открывается ничего. И он живет в этом. И с родом не общается, да? Потому что на тему рода, кстати, тоже вчера вспомнила, когда в 2017 году я начинала работать с родовой системой, начинала проводить практики, и то тогда людей было много, но и то там практика стоила 1500, приходило иногда 20 человек, иногда 2 человека, иногда 5 человек, иногда 8. Сейчас у нас практика стоит дороже, но у нас всегда полная аудитория. Полная аудитория, всегда. Не бывает такого, что 2-3 человека, но мы даже иногда закрываем запись, да? Вот такой идет рост, и когда вот я поняла свои задачи, мне начали давать информацию выше, и вот когда вы узнаете тоже, кто вы по душе, подожди-ка, слишком большая, сейчас это уменьшу, слишком мокрая тряпка, да? Ага, вот смотрите, вот это ментальный, чуть уменьшу, хорошо? Но запомните, что в астральном плане есть низкий астрал и высший астрал, и в ментальном плане есть высший ментал и низший ментал. В нижнем ментале находятся предки, которые суицидальники, которые ушли не очень хорошей смертью, а в высшем ментале находятся даже не сами предки, а фантомы наших предков, потому что все вот как циклично циркулирует. В нижнем ментале, если зависшие между мирами души наших предков, если они долго там находятся, они превращаются в сущности и наполняют астрал. Что делают наши шаманы, экстрасенсы? Они кормят духов, когда один удар бубна открывает нижний портал. И всякие кыс-кыс-кайдан, и всякие вот эти черные духи, они приходят до нашего астрала. Астрал открыт у алкоголиков, астрал открыт у людей, которые постоянно находятся на низких частотах. Поэтому, когда вообще алкоголь противоположен, как только несколько грамм алкоголя вы род от вас отказывается. Род вообще не терпит запах алкоголя. Вот вы здесь сидите, за вашими спинами ваши предки стоят. Да? Стоят, как клин птичий. Стоят, и запах алкоголя, как только вы открыли, они от вас отворачиваются, кто куда подальше убегает. А на самом деле наши предки – это наши корни, это наша защита, ангелы-хранители наши на самом деле. А чем больше у нас связь с нашей родовой системой, тем больше у нас защиты, но алкоголю вы все перебиваете, даже глоток алкоголя. Шампанское на столе на Новый год – это уже плохо. Ну, не то, что плохо, а это уже минус, да? Вот, когда мы понимаем, вот с родом проработали, но с родом работа, если не надо думать, что сейчас, если мы переходим к духовным родителям, но к роду физическому все равно в любом случае нужно любовь и благодарность направлять, потому что до 7-го поколения наши предки жили в тяжелейших условиях, в условиях беззакония, в условиях выживания, да, и они все сделали возможное, чтобы мы с вами сегодня здесь находились. И каждая информация, которую вы слышите, каждый кусок хлеба, каждая конфетка, которую вы кушаете, они тоже на тонком плане, в качестве вашего удовольствия, они тоже смакуют от этого. Почему приходят, да, предки прибегают и говорят, вот нашего потомка давайте, пускай она тоже послушает. А на самом деле они и слушают. Через ее тело. Через ее тело. Да? И поэтому не надо думать, якать не надо. Да? Мы часть этой огромной системы. Вот. Когда мы понимаем, задаемся вопросами, ну кто же я такая, зачем я сюда пришла, да? А не живем так, что если не слышишь, там, вот тебе этот контракт не выполняешь, вот мы тебе сейчас 2 недели и так далее, да? Когда мы задаемся вопросами, кто я такая, не дожидаясь этих болезней, не дожидаясь, что кто-то из нашей семьи умрет, прочее, нам открывается информация. И тут в каузальном поле, как я сказала, информация, наша душа здесь находится, наша матрица,
И когда мы идем по этому пути, идет некое такое обновление. Обновляется все. Да? Мы узнали, кто мы были в прошлой жизни, задачу быстро выполнили, и мы начинаем еще нарабатывать, как доп. Соглашения появляются. Так, это по этому соглашению хорошо, вот тебе заслужила квартира, заслужила машину. Доп. Соглашение. Хорошо, сделала, вот тебе еще квартира на Канарах или в Турции или так далее. Вот так. Вы думаете, богатые люди или люди во власти, они просто так там сидят, что ли? У них очень хорошие наработки. Но, да, есть такое, что они где-то уходят в минус, но плюсов у них намного больше, которые спящие люди не видят. И они зацикливаются на том, что ой, Путин бес, ой, это то, чиновники такие-сякие. Чиновники не могут стать люди, у которых нет поддержки рода. У кого корни крепкие, они поднимаются на высокие должности и получают эту возможность. Каузальный план душа, потом идет у нас еще следующее поле, бодхи, мудрость наша, да? Все положительные, весь положительный опыт у нас там. И вот гениальные люди, творческие люди, у них очень хорошо, они очень хорошо связаны со своим бодхи. Гениально рисуют, гениально поют, гениально что-то создают, да? Но у них сейчас что-то я хотела сказать. Вот у них вот это есть, им дается как бы полная свобода, да? Но когда они падают на низкие частоты, они что делают? Творческие люди что? Они очень эмоциональны, очень эмоциональны. Почему? Потому что у них может быть опыт только вот рисовать, писать, там классическая музыка, сочинять и так далее, а опыта жизни нету. Опыта жизни, и по контракту их отправляют еще за новыми знаниями, чтобы сюда добрал. Да? Поэтому тоже вот этих творческих людей, что они геи, что они их тоже не надо оскорблять, обижать. Они то, что вносят в творческий мир, это их задача. Понятно? И поэтому они очень эмоциональны, их немножко так заземляют. Но когда они входят в эмоции, они что? Они наполняют это поле. Но это потом для осознания. И следующее у нас уже поле духа, атма. И что у нас получилось? Лампочка. Не матрешка, а лампа. Вот сейчас мы с вами, когда мы понимаем, что я не душа, я не физическое тело, я дух, да? Я дух, и я дух, у которого есть контракт души, матрица, я согласно ее начинаю действовать, да? Это что я написала? Души, низкое число, да. И чтобы контракт отработать, я рождаюсь в этом физическом теле. Но в этом физическом теле я бы не родилась, если бы не этот пропускной пункт, как род. Это пропускной пункт. Угу. И вот смотрите, тема семинара называется «Влияние прошлых жизней на нашу настоящую». Да? Прошлые жизни наша, и вот здесь информация о прошлой жизни рода, а здесь в каузальном, где договор, да, там лежит именно информация о том, кем мы были в прошлой жизни и что не доделали. Вот та женщина, которая еврей, она на тот момент должна была обиду трансформировать и перед смертью уйти. Но мы все должны стараться. Смысл жизни на самом деле очень простой, искать во всем счастье. Даже умирая, мы должны постараться быть счастливыми. Даже в той болезни, в любой ситуации. Здесь то, чего нам не хватило для счастья. То, чего нам не хватило для счастья. Перед смертью. Как груз. На самом деле матрица души – это груз, который был недоработан. Душа. И пока вот это не доработается, пока мы новым опытом не дополним, пока мы не выйдем из матрицы, мы к духу своему вернуться не можем. Поэтому отсюда мы все время возвращаемся. Перерождение идет отсюда.
когда человек просветляется, когда человек выходит на более высокие уровни, он уже на этой земле не может переродиться, он перерождается в других уже, даже не перерождается, начинает жить в других измерениях. Не надо думать, что это где-то, я рассказывала о заоблачном, это мы, это наша часть. Эфирное тело, да, у здорового человека на расстоянии вытянутой руки, астрал где-то, здоровый астрал, хороший, позитивный, до 400 километров доходит. До 5 километров, ментал до 400, а это уже вообще космос. Поэтому, когда вот сейчас на курсе Генматрицы, в первых 2 дня я буду делать погружение. Вот в тот раз мы делали медитации транспортировки, да, расширение себя через Меркабу, то сейчас мы будем еще вот эти все сознания подключать через клетки на клеточном уровне. И первые 2 дня это сделаю. Хорошо? И потом следующие на медитации, на окончательной. Вот. Какие-то есть вопросы? Душа – это матрица, это программа, с которой мы приходим в эту жизнь, в это воплощение, и она несет, она в себе несет информацию из прошлой жизни. Еще вот история, практики много, но более яркие практики. Тоже женщина пришла на консультацию, смотрю, ее мужа, ее, оказывается, в прошлой жизни они были партнерами, ну, у них был какой-то криминальный бизнес, может быть, как Робинзон, как его? Бонни Клайд. Даже не Бонни Клайд, а как его? Робин Гуд, да? Как будто Робин Гуд и его партнер, который там тоже грабил и так далее. И вот один партнер предал другого, что того посадили в тюрьму. Ну, помог, чтобы его посадили, да? И в этой жизни, и он, умирая, проклинает того, и говорит, надо было его сразу там же застрелить из этого лука или что-то. Ага. В этой жизни что? Они встречаются и становятся мужем и женой. Открывают совместный бизнес, и все время там конкуренция. Кто должен подписать документ, кто имеет право снимать наличку и так далее. Война. И у обоих там 15-й, 17-й аркан, 19-й аркан. Вот местами только меняются. И вот такая война. Ага. И если в прошлой жизни ее посадили в тюрьму, да, она была, ну, они оба были мужчинами, но в этой жизни, чтобы ее сделать послабже, отправляют сюда женщины. А она все время, вот, контроль, еще 4, контроль нагнетает над своим мужем. И что делают в этой жизни? Чтобы она ослабела, ей дают рак матки. Она лежит в больнице, в это время муж наконец-то свободно дышит, бизнес начинает процветать, она выходит из больницы и начинает там опять все по-своему строить. Вот так работает. Мы все кармические партнеры. Все кармические партнеры. И те, кто рядом с нами находится, особенно в близком контакте, которые, вот эфирное тело – это личное пространство. С кем мы спим, с кем целуемся, обнимаемся, это наши дети, это наши мужья, это наши родители, это все те, кто окружали нас в прошлой жизни. И на кого мы ушли с обидой? Те, кто был приближен, да? И тоже была женщина, но когда мы осознаем, нужно понимать, что когда они осознают, немножко что-то меняется. Вот почему, да? А до этого идет непринятие, идут обиды. Вот козел, вот такой, вот сякой, да? А кто понимает, ой, дорогой, прости, оказывается, я в прошлой жизни, вот уже взгляд меняется, мнение меняется. И ты понимаешь, что если я сейчас осознаю, почему он так себя ведет, и в следующий раз, когда он начинает, ты уже смотришь на него и понимаешь, и видишь того, да, кто был, и конфликт исчерпан, все начинает меняться. И даже отношение к своей болезни, к своим близким, к своим матерям и так далее, все начинает меняться. У меня долгое время тоже шло непринятие своей мамы и так далее. Почему? Потому что вот в прошлой жизни, это она хотела мальчика, в прошлой жизни, да? Тоже она пришла опять моей мамой, я пришла в этой жизни опять дочкой, но тем не менее она меня дала на жертву, чтобы меня связали, утопили, живьем утопили, представляете? Я вот это все погружение делала, и вот это все через себя проходила.
чтобы рождались мальчики. Но что получилось? Когда я умирала, я прокляла мальчиков. И у нас в роду мальчики особо не держатся или они слабые. И по маминой линии и так далее. А это все происходило вот из-за моего вот этого проклятия и прочее, я не перерождалась очень долго. Да? Не перерождалась. И как мне разрешили вернуться, это еще это, да? Так как я была ребенком, у меня детей не было, я пришла не в свой род. Да? Вот это еще одна причина, когда мы приходим не в свой род, когда у нас нет детей, особенно нет сыновей. Когда у нас есть сыновья, у нас есть возможность прийти, переродиться, да, возможно, даже продолжить род, либо вот все равно есть возможность вернуться, да? Если даже мы где-то накосячим. Как бы так. Есть вопросы? Вот вопрос про алкоголь. Вы говорите, что, допустим, они не переносят родственники алкоголь. Но бывают же семьи алкоголиков. Они же рождают других детей. Вот тут вот либо на более высоких этих уровнях, либо это все-таки в эфирном. Хорошо, хороший вопрос, да? Вот именно на ментальном уровне, скажем так, вот когда тут стоит уже, да, с программой, со своим контрактом, и тут души как будто аукцион происходит. Либо родовая система берет, это наш мальчик, мы его берем себе, либо если там пустота, они говорят, так, из этих баранов, грубо, да, вот этот потолще, помягче, побелее, мы его берем себе, и нам нужен вот такой опыт, да, где-то разнообразить. И если у нас есть задачи, есть у нас еще задачи рода. Есть 4 структуры родовой системы, в которую, согласно которой мы получаем задачи. Есть, род говорит, так, мы ее возьмем, она станет берегиней нашего рода. Кому-то говорят, так, мы ее берем, она станет вот именно творческой, вот она внесет нашего творчества или что-то. Кого-то берет как мертвое пространство рода, как слугу. Мы его там в Улус отправим, он будет всю жизнь коров доить и так далее, но будет близок к земле и так далее. Нам нужен такой опыт работы с землей. А кого-то, 4-й, говорит, он будет охранником, стражником нашего рода. И эти люди изгои. И не надо думать, что каждый алкоголик это прям потерянный человек. На самом деле, вот есть родовая система, да? Вот целая родовая система, скажем, и тут мы живем каждый в своей жизни. Мы все тут свободны. И тут стоит вот этот изгой. Мы косячим, бросаемся камнями в других людей, да, или что-то. Эти люди на нас не попадают, они сначала бьют по этому стражнику. Поэтому эти алкоголики очень часто страдают из-за нашего невежества. Как только мы начинаем меняться без осуждения, вот эти изгои меняются. Вот я тоже на своем опыте. У меня брат был алкоголиком очень долгое время. И только когда я начала работать над собой, сейчас он уже не алкоголь, он алкоголиком был, сидел в тюрьме и так далее. Все прошел, да? И как я только начала работать над собой, сейчас он женат, у него 3 детей, 2-этажный дом, фермерское хозяйство. Не пьет. А до этого мы косячили, мы вот все нарушали, да? Первые удары получают они. Это потом уже, когда мы совсем уже как неисправимые дети, нас уже бьют по нам. Но если мы берегиня, если я сама изгой, то я бы понимала, что я как изгой страдаю, да? Но как изгой страдал мой брат. Поэтому в каждой семье есть, в семье не без урода, в семье не без охранника, в семье не без стражи. Поэтому, когда страдает кто-то в вашей семье от алкоголизма, работайте над собой, повышайте свой духовный уровень. Не надо стараться их менять, меняйте сами, потому что они получают за вас. Понятно? Вот именно такие осознания, вот такая философия нам помогает менять отношение к людям. Но менять отношение к людям и к самому себе. Вы перестаете осуждать. Вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Вот в тот раз тоже женщина была на консультации, которая, оказывается, в прошлой жизни рождалась в Великобритании, англичанка. Да? Но волей случая она оказалась в Китае во время тифа или холеры, какая-то болезнь, где язвы тела. Да? Она как ученый, как образованный человек, их туда увезли, она пыталась найти служение. Да?
послужить миру, оставить какой-то след, искали вакцину, чтобы исцелить этих китайцев. Да? Конечно же, они ничего не нашли, ничего не исцелили. Много детей, испытывая эту вакцину, умерло. И она умирает там же, в Китае, от этой болезни. Все тело в язвах умирает. Да? И что происходит? В этой жизни она китайцев терпеть не может. Прям на дух не переношу, говорит. Вообще. И рождаясь, когда она рождалась, у нее тело было в язвах. Когда вот это все рассказала, она говорит, а у меня, я-то рождалась, у меня тело в язвах и пятна есть, да? Потом смотрим, а оказывается, вот она была ученой в Китае, и все время ее тоже вот белая, китайцы же, они желтокожие, вот белых людей они ненавидят же. Ненавидели раньше. Это сейчас им белое, это как солнце и так далее. И вот ее тоже пытались гнобить, и она вроде бы пришла спасать этих людей, но тем не менее они ее не принимали тоже. И в этой жизни она, и в той жизни она пыталась вот скрывать свое лицо и работать как вот, и там она себя чувствовала как второсортным человеком, да? Почему тоже я не как все? И в этой жизни она родилась в якутской семье, беленькая, как сахалярочка, там волнистые волосы, да? И вот она сейчас старается играть вот роль опять второсортного человека. Хотя ей идут предпосылки и информации, знаки о том, что она из аристократической семьи. Да? Как бы вот так. Ну, смотрите. Ну и дети приходят тоже согласно того переживания, что мы с вами проживали в прошлом. Вот таких историй, ситуаций очень много. Поэтому в роду тут информация о многих, и тут зависит от того, кем мы пришли в этот род. Мы берегиня ли, свободный человек ли. Если, я говорю, есть законы рода, законы, вот 7 основных, да, то если мы рождаемся как свободные, то мы можем хоть за негра замуж выйти, мутации гена не будет. Роду это надо. Да? А если мы берегини рода, мы вот что, обязаны работать над собой, развивать и свою духовность, помогать другим людям становиться духовнее. Тогда из рода, если даже никто не работает, они тоже получают бонус от жизни. Но если я изгой, если я охранник рода, то понятно? Поэтому все разные. А есть, конечно, но если человек берегиня рода, и он в алкоголь впадает, да, там наказания более жесткие. Они не могут и не рожать и так далее. Но бывает, что эти алкоголики рожают гениев. Бывает же такое, да? Вроде от алкоголика, говорит, быдло рожает быдло. Не всегда так, да? Поэтому тоже вот род, она достаточно нас защитила, и мы ей даем возможность родить ребенка, который прославит свой род. И когда такой ребенок рождается, эти родители, что они бросают пить же? Они меняются. Потом они становятся такими, что как будто они никогда не пили. Да? Ребенок встал на ноги, а они как будто никогда не пили, Вы что, да? Осуждают тех, кто пил. Вот такой этап. Да? Еще есть вопросы? Вот именно прошлая жизнь очень на нас влияет, потому что она как шлейф за нашей спиной идет. И пока мы не осознаем, мы будем как матрешки. Когда мы осознаем, мы расширяемся и становимся как лампочки. И когда мы становимся как лампочки, у нас появляется некая харизма. Нам не надо накачивать губы, нам не надо там делать, морщины убирать. Даже наши морщины начинают придавать харизму. Принятие себя всецело. С животиком, без животика, с 40-м размером ног, с кривыми ногами. Вот идет полное принятие. А когда люди живут на астрале, им что нужно? Низкочастотно ботоксы, каблуки, лабутены. Да? Это все астральщина. И сейчас большинство людей в этом. Но не старайтесь всех спасти. Потому что 0,5%, вот если вот в этом пространстве, этот кабинет, если бы был весь наполнен лампами, толку от них, это был бы склад. Никто бы их и не включал, да? А так как тут несколько, только на потолке лампочки, точно так же и люди, которые светят. Не надо всех, кому надо будет, они
переквалифицируются в лампочки. Да? Поэтому вот так. Есть вопросы? Я когда ходила, смотрела, не смотрели ауру, да? Ага. Ага. По одному адресу. Ага. Она, ну, мне правда ауру с пробоинами, как она сказала, Ага. то есть фотографии есть у Ага. меня. И она сказала, как будто, что меня кто-то сверху зомбирует. Как бы зомбирование, и даже не помню, в какой стране, совсем светлицкой, и что это мне мешает. Но что такое зомбирование, она мне объяснить не смогла. Вот что это вот зомбирование сверху? То есть, У тебя там не зомбирование, у тебя программа родовой системы была. И ты четко понимаешь, что сейчас тебе нужно еще, ты уже оттуда вышла, чуть-чуть доработаешь и уйдешь. Никакого влияния извне быть особо не может, если у нас сильный дух. Да, у кого слабый дух, у них идет что? Подселение, вселение, инкарнация. Почему вселяются в детей? Почему? Вот обычно, да, инкарнация, вот эти темные духи вселяются либо в детей, либо в людей, которые без сознания, либо те, кто в коме, когда их дух слаб. Когда человек говорит, я знаю, кто я понимаю, что делаю, я осознаю, куда иду, и я ответственна за свою жизнь, вот в них никто никогда не вселится. И вот эту ауру свою мы можем латать своими эмоциями, но эмоции, нужно понимать, эмоции рождаются от мыслей, значит, мы уже на уровне мысли, если трансформируем, не когда уже эмоции, когда уже визжишь от того, что уже бесит все, да? А тогда, когда уже понимаешь, что так, пришел пьяный, и до эмоций ты говоришь, ну ладно, пойду его поцелую. Все, трансформация. Вместо того, чтобы пришел, и опять по накатанной пришел пьяный, как всегда сейчас пну, я всегда его не впускаю, я сейчас стаканом и там поистерю. На самом деле вы впадаете в нижний астрал, и что делаете? Вы не ему плохо делаете, а свой эфир ломаете. Все в наших руках, поэтому нужно учиться самоисцеляться, и вот этот эфир мы латаем сами. И когда говорят, вот, духовный человек здоровый, неправда. Неправда, потому что вот за наше тело, за наши болезни, там есть высшие органы, они, ну, если бы я раньше проснулась, меня бы телом не это, да, но меня заставляет, чтобы я, то, что я говорю об самоисцелении, чтобы я сама это тоже проходила. Без практики, без того, что без проживания мы не имеем права даже ничего говорить. Поэтому, когда человек начитанный, он ничего не может рассказать. Когда он что-то прожил, когда у него есть опыт этого проживания, он уже говорит, и его слышат, да? И этот опыт очень часто приходит, вот когда сейчас молодые пытаются говорить, это немножко вот теория. Где-то к 40 годам. После 38 лет уже вот эта карма отрабатывает, и людей начинают слышать. Потому что до 38 лет просто игрушки в гусли. Да? Я вот хочу спросить вот про Кельнейта. Она уже там 13 человек у нее как было, да? Это не ее прошлой жизни, Нет, она нет, не была не ее прошлой жизни. Там вот когда даже рассказывали, был мальчик, который рождался в 1000 году, и представь, это уже сущность, которая вот сколько лет мытарствует. Да? И там у них есть и постарше, они вот скооперировались и нашли человека, род, да? И видят, в роду у них были шаманы. Значит, ее примут, никто это не отвергнет, как бы так, да? Но мама была бессильна. Она, даже если она к экзорцистам ее повезла, то все равно не жилец. Слабый дух у нее, связи с духом не было, и нашли ее и этот. Но у нее какой-то момент прозрения, и чтобы это не продолжать, она что повесилась. Она вот в какой-то момент сознания вошла, что вот эти сущности ей не дают проживать свою жизнь. Да? И она взяла и повесилась. Но это опыт для ее души, и если она умирая, вот именно состояние, если она умирая, там правильные мысли, и вот с любящей мамой, возможно, она ушла. Чтобы мы ушли правильно, тоже, если мы сами не готовы, те, кто остались живых, они нас должны отправлять. А что люди делают? Они не могут отпускать наши души. Вот именно не надо думать, что умерла и куда-то. В параллельном мире мы все будем находиться, параллельном, рядом с друг другом, но где-то на каком-то расстоянии.
Но когда, как ясли прошли, садик прошли, школу, институт, да, точно так же, когда мы свои этапы там дальше развития пройдем, потом можем либо сюда вернуться более как светлые сущности, либо там уже у нас своя работа будет по обучению уже духов, да? Но не духов низкочастотных, но духов высокочастотных. Еще хотела вам сейчас сказать, тоже очень важно. Если раньше говорила, люди жили не в трехмерных, но люди сейчас, многие продолжают держаться за вот эти традиции, держатся за эти ритуалы, всякие обряды, верят чудесным волшебным палочкам или лягушечкам, да? Эти люди, ну, им нужно, я не скажу, что им нужно несколько перерождений, им нужна одна хорошая взбучка, отшлепать, да? Отшлепать жизнью, опытом каким-то ситуацией. Как это смешная, прутик же. Это кто? Учуто. Видели видеоролик? С прутиком стоит мама, да? И мальчика спрашивает, что это? Она говорит, а он говорит, учитель. Потому что отшлепать, пока не отшлепаешь, не поймут, да? Смотрите, вот есть эта шкала вот этих наших уровней. Их много. Да? Это вот трехуровневая. 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Да? Раньше жизнь вот до 2000, ну даже грубо до 2000-го, она вот шла ровно. Ровно. Да? Поэтому даже наши предки, если вот пытались там в верхние миры подняться, они не могли. Кому-то одному избранному отсюда информацию давали. Портал открывался, ему давали, он пытался писать там Тесла или прочее, но эти книги сжигались, как ересь. Да? Какой нафиг дух, да? Вы нафиг, какая нафиг душа, да? Вы все эти рабы Божьи. На самом деле мы все дети Божьи, мы не рабы Божьи, и не надо включать в эти страдания. И вот люди вместо того, чтобы выйти, раньше вот так шло, до с 2000-х годов уже быстрее подниматься начало, да? А сейчас оно вообще вот так идет. Вот так идет, да? И люди, вот, и если здесь были минусовые, да, то сейчас то, что ниже, это вот здесь тоже минусовые. Даже когда человек поднимается на 7-й уровень, он все равно живет в минусовой, да? Но это говорит о том, что даже бесы и сатана сейчас начинают становиться высокоразвитыми. Да? Почему? Это как, похоже, крыс травишь, у них адаптация идет. Да? Точно так же и с бесами. Они адаптируются, они мутируют. И что происходит? Вот здесь и рождаются эгрегоры. Эгрегоры. Нас начинают обманывать. Мы на 6-м уровне, купи брелок. Да? А здесь говорят, будь ответственна. Вот здесь в плюсе. Здесь плюс, а здесь в минусе. Они говорят, оладушки положи, мы тебя спасем. Это темные духи. Здесь говорят о том, что приходите на ритуал, мы за вас вашу карму очистим. Здесь так говорят. А здесь говорят, познай себя, поработай над собой, ты все можешь сам. Понимаете, вот эти даже низкочастотные вибрации, они тоже вместе с нами растут, и они знают, чем нас искусить. Здесь они не знали, что нужно делать карту желания, лексусы заказывать, да? А здесь говорят, лексус закажи, и звонят из банка, вам кредит одобрен. Это минус. А здесь говорят, если я хочу, ну нужно понимать, что если я хочу лексус, я четко понимаю, что мне нужно сколько-то семинаров провести, и чтобы семинары провести, мне нужно обучаться, развиваться. Да? Это здесь. А если говорят здесь, так, я сейчас курс такой-то пройду и заработаю. Нет, не так. Здесь говорят, я сейчас карту желаний, там сколько-то мантр прочитаю, в церковь свечку поставлю, и лексус, и звонят из банка, да, ваше желание исполнено, а исполнено оно из тьмы сатана. Вы же сказали, ни рая, ни ада не существует. Это не про ад, не про рай. Это про наши качества и про наши действия. Минусовые и плюсовые. Да? И когда мы умираем, тут даже, можно сказать так, даже когда мы живем в минусе,
и перед смертью мы каемся, мы уже очищены. Понимаете? Перед смертью, если мы понимаем, что, блин, да натворила я, Господи, позовите его, я у него прошу прощения, да? Позовите его и там, ой, я тебе там накосячила, я тебе там нагадила, прости меня, сучку, да, или ну как-то так. Вот тогда у нее очищение идет. А когда человек говорит, зря я его не убил, да? Там надо было на месте придушить. Тогда приходит опять с тем же встречается и начинает это нарабатывать. Понимаете? Еще? Ада рая не существует. Да? Даже вот хорошая притча у нас есть в Инстаграм. То, что вот человек делал добрые дела, а оказалось, что эти добрые дела кончились не очень хорошими последствиями. Да? Поэтому нужно понимать, вот я сейчас то, что говорю, это моя ответственность. То, что вы сейчас у себя накрутите, как будете это принимать и как использовать, это ваша ответственность. Да? Не ждите прям чудес, действуйте. Главное, один какой-то шаг меняет вашу жизнь на 360 градусов. Главное сделать один шаг, выйти из этой зоны. Если вам говорят примерно то-то, то-то, надо сделать шаг. Не надо ждать. У меня, оказывается, там идеи, у меня творческая, оказывается, это. Что-то жду, лежу нету, сижу нету. Так не бывает. Нужно, чтобы хотя бы сделать какой-то шаг. Хотя бы интернет открыть. Сейчас мы можем делать действия, сидя дома. Обучаться, сидя дома, да? Что угодно, сидя дома. Вот здесь сидя, но в сознании, когда мы в сознании делаем шаг этот. Не так, что я вошла в 202-ю аудиторию, а уже вы намерение, уже первый шаг сделали, когда оплатили за этот курс. Уж когда приняли решение, это был шаг. А здесь уже ваш 10-й или 100-й шаг уже. Потому что пока вы сюда шли, вы еще кучу дел сделали, столько там поразмыслили, где-то там почитали, возможно, кто-то, да? О чем она скажет. А вдруг она обманет, да? Лучше я буду немножко информирована. Вот так. Еще хочу что-то вам объяснить. Да. Что-то я быстро говорю, много информации сразу. Есть тоже некая такая шкала времени. Шкала времени, да? Здесь у нас прошлое, наше прошлое воплощение, и здесь будущее. Там не дует. А? Не дует. Нормально. Будущее не предопределено. Сколько, когда и чего, да? Но прошлое, оно уже совершено. Настоящее, где здесь можем поставить? Настоящее здесь мы не можем поставить. Если мы настоящее поставим, оно станет прошлым. Да? Если мы сейчас, я здесь галочку поставлю, это настоящее станет уже все прошлым. Настоящее перейдет где-то в этот отрезок. Да? И непонятно где. Ну вот, смотрите, даже если здесь и сейчас возьмем, да? Примерно здесь и сейчас я начинаю что? Я живу воспоминаниями о прошлом. Вот, первый брак был неудачный, вот в роду у меня одни одинокие женщины и так далее. Что я здесь не живу, я живу здесь. Да? И когда я начинаю жить здесь, у меня опять минусовые эмоции. Минусовые эмоции что делают? Они уводят, они создают мое будущее, но в негативном проявлении. Когда я начинаю жить прошлым. И не надо думать, что вот во внематрице ты же о прошлых воплощениях говоришь. Да, я во внематрице говорю о прошлых воплощениях, но только чтобы поняли здесь и сейчас и вышли оттуда. Поэтому курс называется «Вне матрицы». Нужно оттуда выходить. Осознали? Не живите там. Тут девушка одна говорит, когда я узнала, что я была там род свой весь истребила, я плакала там несколько дней. Я чуть не обматерила ее. Да? Опять. Осознала, идешь дальше. Осознала, говоришь, да, оказывается, я в прошлой жизни истребила, значит, я должна сейчас что? Наоборот, род свой этот. А она вот в прошлой жизни живет, еще развестись хочет и так далее. Вот к чему приводит прошлое. Они на низкие частоты и не ценят то, что есть. Поэтому в прошлом не живем. Узнали? А на самом деле нужно понимать, что вот это прошлое, оно здесь уже у нас есть. Мы идем с этим шлейфом, с этим рюкзаком, нужно просто вот это обрубить себе вот этот хвост. Налегке идти вперед, налегке.
А почему мы об этом говорим? Чтобы вы наконец-то отпустили. А вот эти прошлые жизни, они сидят, мы там как педаль тормоза в подсознании. И как оттуда выйти, у нас есть инструмент. С педали тормоза ногу убираем, и вот этот аркан в плюс выводим, и мы уже уходим в будущее, открываем всех сверхсознание. Понятно? Ну, если даже непонятно, вы же там все нарисовали, и какое-то осознание будет приходить, но осознание будет приходить в ситуациях. Муж что-то скажет, телевизор включите, что-то произойдет, статья какая-то попадет. Да? И этот год 2020. Те, кто знает арканы, 20-ка это у нас что? Суд, род, да? Связано с судом. Ну, суд Божий. Это канал яснознания, четко знать, да? Как я говорила, второй глаз открывается, я знаю. Наконец-то я увидела, да, как бы. Суд Божий и родовая система. Почему получается 2 двадцатки? Потому что род физический и род духовный. Мы обретаем в этом году вот это осознание, вот это понимание. Угу. Вот почему мы с физическим только родом перестаем работать. Я перестаю, потому что я сейчас так, вот именно сейчас осознала и поняла, что уже ученики пускай занимаются, а я работаю с этим, они будут с этим, и я буду дополнять вот этим. Вот так поняла. Угу. Потому что с физическим совсем работу откладывать тоже не надо. Есть ученики, есть люди, которые будут вести эти практики. Угу. Поэтому вот так, удвоенная ответственность, и в этом году очень много будет разоблачений, и фан-компаний, и вот этих всяких низкочастотных, эгрегориальных, очень много разоблачений будет. Очень много открывать. Люди будут просыпаться, хотят того они или не хотят. Но будет зависеть от их выбора. Они хотят остаться на минусе или на плюсе. Как те, которые писали, там, когда Алена Алексеева свое мнение высказала, сказали шаману: прокляни ее. Вот эти люди останутся в минусе. Как это проклясть человека, мать, да, женщину, мать, 2 детей? Просто взяли, ну, нужно понимать, что нужно понимать, не важно, что говорит другой человек, важно, что я чувствую, что я для себя готова принять. Я тут ценность, а не Алена. Они Алену Алексееву вот так подняли, и все мурыжат и страдают от своего непринятия. Зачем? Сказала и сказала, что-то есть там истина, что-то от нее самой, да? Услышали свою реакцию и свое мнение всегда, на все имейте свое мнение, будьте с большой буквы «Я». Если у вас будет свое мнение, свои взгляды на все, у вас сильный дух. Слабый человек, он все время идет в подчинение. Ждет, когда муж одобрит, ждет, когда кто-то там одобрит, когда мама разрешит, когда деньги поступят. Намерение закинули туда, да, уже четко понимаем. Вот у меня всегда так работает. Если я говорю, я еду в Израиль, и у меня в кошельке всего 14 тысяч, я еду через неделю, я буду там, и у меня будет куча денег. Вот так работает все. Отовсюду будут идти. А как, если я живу только на зарплату? Так не бывает. Ситуации, они сами как-то подстраиваются. Да? Даже сюда есть. Я же не работаю, я только говорю. Я не работаю, я говорю, да? Получаю что-то там, болею, согласно своей болезни, еще и работаю. Ну, не работаю, а через разговоры зарабатываю. Почему? Потому что то, что я через себя пропускаю, тот энергопоток, ту информацию, которую я через себя пропускаю, оно имеет ценность. А если бы я входила в страдания, я бы в хосписе лежала или где-то там еще. Да? А я вот это все использую. Поэтому говорю, из всего соки выжимайте, из всего. Все во благо. Понимаете? Можно вопрос? Ага. Оберегение рода и тело рода — это одно и то же? Нет, это разное. Разное. Тогда дальше про стражников спрашиваю. Если, допустим, стражник в роду помер, а не как вот ваш брат исцелился, Ага. кто-то должен прийти на его место или
там дальше происходит? А всегда, в семье не без уродов всегда бывает. И среди детей приходит, заменяет. равно найдется, Святое да. место пусто не бывает. Все равно найдется тот, кому передоверят. Его заберут только тогда, когда смена стражи произойдет. А чтобы этого не было, мы должны сами развиваться, чтобы никто из наших близких, особенно с такой задачей, не пострадал. Да? Поэтому не осуждайте алкоголиков, не осуждайте обманщиков, не осуждайте людей, просто это их опыт. Когда мы сами меняемся, если это человек в нашем окружении, он начнет меняться. А если человек не готов меняться, а мы меняемся, его просто ветром сдует, он возле нас уже не будет. Просто его сдует ветром. Он окажется, вот останется в своем болоте, а мы пойдем там по полянке бежать. Ни за кого не держит. Вот, и закон непривязанности должен быть. За что привязаны, то прям с кровью, с болью отрывается. Поэтому я всегда стараюсь вот именно непривязанность к своим детям. Каждая мать привязана к своим детям. Поэтому отрезаем пуповину, его пуповину мысленно привязываем к Богу, свою к Богу, и Бог с тобой. Почему? Вот именно по непривязанности я в своей жизни с мужем проходили, когда наша дочка с 2 лет периодически умирала. У нее вот, не просто эпиприступ, а оказывается, вот тоже изучал, у нас тоже подселение. Потому что девочка в прошлой жизни умерла рано. И в этой жизни она пришла от бесплодного мужчины, я родила от бесплодного мужчины, получается, мой муж был бесплодный. Да? И родила и слабый духом ребенок. Нет поддержки от рода. Вообще поддержки от рода у нее не было. И вот в 2 года у нее вот эти подселения. Бабушка, женщина, вселяется, но она вселяется из рода мужа. И там ни одни лекарства не могли понять. Мы тогда особо не понимали, мы психосоматика. Это мы с мужем ругаемся из-за этого, но на самом деле это начало нас вытягивать на этот. И мы к экзорцистам не идем, мы работаем с ее духом. Мы возвращаем ее к ее духу. Поэтому она говорит, ей сейчас 13 лет, она говорит, ты из меня сделала психолога. 14 лет получу паспорт и буду работать психологом. Потому что мы все это обсуждаем, проговариваем, а мне нужно и важно, чтобы ее вернуть к духу, чтобы она сама с этой бабкой справилась. Да? Разговариваешь, и периодически вселяется в нее это, и взгляд другой, и говорит вообще разные вещи. Да? И сколько мы в реанимации чуть ли не жили, каждый раз. И в самый последний раз, 12 лет, у нее было 3 дня она в реанимации лежала. Лекарства вообще не слушаются. Вообще, когда даже в Израиль ездили, там тоже нам сказали, эпилепсия, у вас российские лекарства, наверное, не те. И ни на их, ни на какие лекарства не поддается. И вот ровно пока остановка сердца, сердце останавливается, потом она возвращается совершенно таким другим человеком. Вот она испытывает, вот так тело ослабляет, чтобы там прижиться. Вот так, вот это инкарнация, это вселение. Вот эти духи низкочастотные, они вот так мучают тела вот этих наших детей и наших близких. Это ни в коем случае не дар. Как говорят, давайте беречь. Развиваться надо, развиваться. Тогда мы ни детей своих не подставим. Вот действительно, мы сами и с родом не работали тогда, да? Муж был главой УЛУСа, вообще во все тяжкие. Да? Хотя людям вреда не приносили, наоборот, вред приносили своей помощью, которая им вообще не нужна была. Столько трудоустроили людей, и алкоголиков столько вытащили, да? А им это не надо было, они свой опыт не прошли, мы им дали вот это легко на блюдечке. И когда муж перестал быть главой, нас все как бы... А почему? Потому что мы оказали медвежью услугу всем, своей добротой. И за это и пострадали. А доброта наша была никакая не доброта, а наша эго и гордыня. Мы посчитали, что мы чуть ли не правители, да? Что мы можем решать человеческие судьбы. Это была натуральная гордыня, если вещи называть своими именами. А мы думали тогда, мы такие добрые, пушистые. Ничего подобного. Поэтому мы все проходим опыт, у нас у всех есть свои козявки и в носу, и
и все пукаем, мы все обычные люди. Не надо думать, что если мы в духовность вошли, мы стали выше кого-то. Нет, мы стали шире, но мы все стоим на одной земле, на одном и том же уровне. Просто, да? Но кто-то шире, кто-то уже. Просто. Поэтому не возвышаемся ни над кем, синдром Бога отключаем. Синдром Бога наказывается очень сильно и больно. Хуже, чем хлыст этот учуток. Ага. Есть еще вопросы? Мы что-то А насчет переплетений в роду. То есть в последнее время очень часто слышу, что есть переплетения, Сценарии родовые. что родившийся человек может попасть на место там, предыдущего и проживать как бы вот его. Нет. Там опять, вот как в ментальном плане, есть мысли-образы, мысли-формы, да? Но плюс еще бывает реинкарнация. С 5-го поколения мы сами перерождаемся и можем переродиться в своем же роду и начинаем проживать свой опыт. То, что вот прошлое. И думать, что это... А на самом деле не лишаем людей опыта, не лишаем. То есть работать с этим не обязательно, да? Мы имеем право работать над собой только над собой. Потому что начинают говорить, что вот надо прожить или там проработать это все. А проработка идет в неком, не обязательно проживать в страдании, как бабушка наша, да? А в том, что как только я осознала, что так, я начинаю повторять судьбу бабушки, нет, я свободный человек. Я сейчас встану и перекрашусь даже. Я постригусь. Стану лесбиянкой. Ну, к примеру, так, да? Я сделаю все наоборот, чтобы не повторять эту судьбу. А на самом деле, вот вчера долго говорила про лесбиянок и геев. Это в прошлом году и вообще очень много ко мне приходило, да? На консультацию. На самом деле, эти лесбиянки и геи очень высокочастотные, высокодуховные люди, но они вот эту силу не распознают, и вместо вот второй высокой чакры они остаются на второй чакре, и вместо того, что туда идти, они оттуда энергию сюда, и они во все тяжкие. Да? Они должны что-то новое в мир вносить, и сейчас я скажу, и на госслужбе везде есть такие люди. Почему? Потому что вместо того, чтобы внести дальше новое, они тратят свою энергию на вот эти низкие частоты. У них колоссальные возможности у всех. Я была... Сначала, когда они начали с копом приходить, я подумала, да что ж такое? Я что ли? Это мое отражение? Или я? Где я такая? А потом поняла, оказывается, вот для этого новое время, новые энергии, новые люди, да? И как я сказала, еще нужно понимать, что дух, он бесполый. Дух не мальчик, не девочка. Угу. Поэтому духу все равно вот задачу как-то надо прорабатывать, по-новому начинать жить, да? И когда он говорит, там девочка с девочкой, так можно? Да? Разве так можно? А если выше поднять, а выше они там застревают, и они же включаются, жизнь один раз дается, надо по максимуму, да? Выжать из нее все, что можно. На самом деле не так. Не надо кушать лимоны с кожурой, нужно это. Угу. Если в прошлой жизни человек исключен из системы, тогда как он возвращается? Зачем? Он исключен из той родовой системы, он перерождается в другую родовую систему, да? Но бывает такое, что там не возврат к родовой системе, а нужно вернуться в то место, где ты прежде жила. Там, где ты прежде была счастлива, прежде чем ты была исключена. Например, если та еврейка, у нее была связь с Польшей, да? Она должна съездить в Польшу. У кого связь с Лондоном, тот в Лондон. Вчера тоже у нас бабушка была, которая родилась в якутской семье, на немецком говорит лучше, чем на якутском. Якутский язык плохо знает, да? И так как ее душа не местная, а с Германии, да? И получилось так, что у нее дедушка воевал, именно Берлин освобождали. И там участвовал ее дедушка, да? А вот ее душа из Германии включилась в родовую систему вот этого мужчины, дедушки. Да? И вместо перерождения другой, там дедушка или пра-пра, это перерождается вот эта душа, которая вот из Германии. И она не может здесь рожать,
ей уже 50 с чем-то, а если бы она вот когда на том этапе, когда начинала, вот тяга была к иностранному, вот, к немецкому, она ни разу в Германии не была. Бессознательно, интуитивно подсказки даются, но люди ими не пользуются. Немецкий выучила, здесь только переводит, а в Германию поехать не хватило вот чего-то, да? И потом у нее нет детей, в приемного ребенка берет, и он шпарит на английском лучше тоже, чем на якутском. Представляете? Знаки идут, но человек не понимает. Потом в открытую говоришь, вот знак вот такой-то, очевидный. Из рамок надо выходить, жить без границ. Вот как только я почувствовала, что вообще действительно я живу вне матрицы, вот взяли, мы с семьей переехали, когда как муж никогда не собирался переезжать, да, просто взяли тупо билеты и переехали, потом смотрю на карту, куда мы переехали, а это место вообще вне России, но Россия. Вне России, вообще в другом, между других государств стоит, да, регион, но считается Россией. Я как бы россиянка, но вне России живу, представляете? Вот эта информация о том, что вот легко выходить из границ, легко выходить из рамок. Когда вы действительно, вы становитесь свободными, все подвластно становится вам. А если вот в роду, например, бывают такие люди, которые, ну, вы говорите, суицидальники, а есть еще те, например, которые просто пропадают без вести, да, вот они что вот, как выпадают? Есть, смотри, есть исключенные, которые... Те, кто без вести пропали, если о них помнят, если их мысленно... Не держится, что... А он уже без вести пропал и давно умер, да? Его держат родственники, предки, или вот, как будто он жив, они его не отпускают. Поэтому те, кто остался, мы отпускаем. И когда говорят, когда кто-то умирает и говорят, не хотят верить, что он умер, они их тоже не отпускают, они держат их возле себя. Да? Но те, кто пропали без вести, из родовой системы они просто так не исключаются, если о них помнят. Если о них забыли, как будто его и не было. А чтобы такого не происходило, что нужно? Детей иметь. Дети никогда родителей не забывают. А если он, конечно, и без детей, и без никого, это как пустой патрон без лампочки. Поэтому вот смотрели мультик «Тайна Коко»? Вот там очень четко, очень хорошо показана вот эта мысль, о которой ты спрашиваешь. Если о нас не помнят, если о нас не говорят, если нас не любят, да, то мы впустую прожили эту жизнь. И мы в родовой системе ничего не значим, и там пустота. И вот на место этой пустоты потом вселяются кто-то другие, из других родов. Заполняют они, говорят, это был пустоцвет, да? Как и в растениях. Все в природе и в жизни нашей все одинаково. Одни и те же законы работают. Одни и те же. Поэтому будьте внимательны к природе. И не надо думать, что вот я тело, я владею всем. Нет, мы для клеток наших, как боги, да, и сознание клеток тоже управляет нами. Как те паразиты, которых мы кушаем суши и роллами. Грязными руками кушаете. Вот. Поэтому про паразитов это вообще отдельная история, да, это еще те сущности, мелкие сущности, которые гадят, и вселения никакого не надо. Они управляют тоже нашим сознанием очень мощно. Но это тема медиков и таких медиков, которые про тонкие миры знают. Еще какие-то вопросы? А вы пробуете снизители? Хорошо, спасибо. У нас будет в Инстаграм? В Ютубе. В Ютубе ссылку Наталья отправит, вы можете еще переслушать. Хорошо? Доступ будет несколько дней. Хорошо? Род, говорю, могут истребить, что, например, не рождаются дети в роду? Да, это программа вырождения рода. Но программа вырождения рода исцеляется, когда духовный человек появляется. Как вот у моего мужа стоит программа вырождения рода,
У него один брат глухонемой, ДЦПшник, да. Как только я появилась в их роду, я родила вот от бесплодного, и плюс еще его брат смог жениться, и у них появился ребенок. До этого вот как бы вырождение рода Да, стояло. говорила, же, помните, да, что у нас в основном не рождают Ага. дети. Мало Как кто. только мы начинаем в духовность входить, вот именно в духовность не в том плане, что там какие-то обряды, а в духовность это со своим духом связь налаживаем, взращиваем свое сознание, поднимаемся выше, именно не поднимаемся выше, там полетели, а поднимаемся выше осознания самого себя, да? Тогда обнуляется все. А почему именно это включается в рождение рода? Ну, нарушает Нарушение. аборты, нарушения, да? Ну и когда есть аборты, мы тоже на практике древа отпускаем этих нерожденных детей, потому что астральный план наполнен нерожденными детьми. Нерожденная куча. И тут там не только наши, там наших предков, которые хотели бы, да не родили, не смогли, не выносили. Либо нерожденные дети — это те дети, которые до года умерли, тоже как нерожденные считаются. Дух еще не окреп, а они ушли. И когда они умирают, даже когда вы аборт сделали, душа этого ребенка думает, что он растет рядом с вами. Он не думает, что он умер. Вот в астрале оно зависает, растет, и через какое-то время он превращается в сущность, которая мешает нашим детям жить. Они ревнуют, их любят, меня не любят. Я хожу рядом, а она меня не замечает. Их мы можем отпустить сами через любовь и благодарность. И это тоже, на самом деле, это простая работа, но работа над самой собой, над своим состоянием, над своими ощущениями, над своим чувствованием. И когда эта работа делается, то как только чувствуешь легкость, все улетает, потому что тоже ходят рядом. И потом к экстрасенсам пойдете, ну, не понимающий скажет, какая-то сущность у тебя подцепилась, ходит с тобой рядом. На самом деле этот внутриутробный ребенок, которого абортировали, он ходит. Он еще не ушел. А почему? Потому что каждая женщина после аборта что чувствует? Вину. И она этого ребенка носит и в сердце, и в своем пространстве. Отпускать надо правильно. Все самое лучшее — это все любовь и благодарность. Никакие ритуалы, ни рис, ни лепестки роз и никакие травы. Серьезно, силой сознания сейчас все можно сделать. И сейчас у нас есть такие возможности, и не то, что возможности, силы есть у нас на это, потенциал, ресурсы, которые нужно раскрывать. Как я сказала, яснознание, оно есть у всех. Просто вот так смотрим. Знаю, но боюсь. Не хочу смотреть, да? Не надо бояться ничего. Каждый раз, каждый страх нас приземляет быстро. Не то, что в трехмерное, а на первую чакру, на начало. Как игра там обратно это скидывает. Вот так же. Тема сложная, но тем не менее, потом она будет вам как казаться. Да ну, я эту тему не понимаю. Сейчас я уже вообще вижу совсем другие, да, измерения, другие чувствую, ощущаю. Но если даже подниматься до 7-го уровня, это не значит, что вы прям станете какой-то другой. Вы будете такой же обычный, но ваше сознание будет другим. Принятие, легкость, покой, спокойствие, гармония, да? Внутренняя гармония, она дает вам очень много. А гармонию можно получить только через осознание и понимание, почему и для чего это происходит. Не за что, ой, Господи, за что спаси и сохрани. Нет. А почему, для чего, что я могу сделать, чтобы это исправить, чтобы выйти из этого? Что я где-то недопоняла? Вы говорите Богу, да? Что значит вот Бог в вашем понимании? Это что, Творец или это высший разум или что это? Смотрите, когда говорят, мы созданы по образу и подобию Бога, они говорят не про наше тело, они говорят про наш дух. Да? Дух — это наше высшее Я, а там есть еще более высокие измерения, там где-то на 12 уровне духовные родители наши, а там выше, там уже высшее Я, вот Творец, Создатель всего, что здесь есть. И когда люди говорят, мы созданы по образу и подобию Бога, Творца, они имеют в виду тело. Нет, тело просто инструмент. То есть у каждого человека свой Бог и свое Нет, у каждого человека есть... Каждый человек — это дух, да? Но Бог един, Творец един. И
И мы все идем к нему разными путями. Поэтому, как сказал, даже когда мы в минусе, но все равно мы поднимаемся. Поэтому даже наши минусовые качества, они эволюционируют. Бес, сатана тоже эволюционирует, он тоже грамотный становится. Но мышьяк не поддается. Мышьяк это его уже как для нас ГМО, с ГМО этот, помидоры. Геномодифицированные. Понятно? Поэтому крыса тоже не умирает. Так же и бес. Он тоже высокоразвитый становится. Мозги будут пухнуть, мозги, может быть, чуть заболеть, поэтому то, что услышали, постарайтесь кому-то перерассказать. Так, как вы поняли. Озвучите. Чакра отработки карма горловая. Как озвучиваете, как поняли, то и рассказывайте. Поэтому, когда те, кто на учебу ходит, они домой приходят, пересказывают, они усваивают это больше, потому что, когда начинаете рассказывать, и муж говорит: во, а я это знал. Говорит: я же пытался это тебе сказать, ты меня не слышал. Он говорит: а, да, ты по-другому говорил. Ты же совсем это. А еще женщина говорит: мой муж далек от духовности, да? Вообще не развитый. А когда начинает ему рассказывать, он говорит: я же это все знаю. Я же это тебе говорила. Говорит, так. Или приходят там, чтобы изменить мужа. Он такой грубый, он такой сякой. Самой надо меняться. Самой. Но это не значит, что мы станем ангелами. Нет. Пукать будете. И пахнуть будем. Так же, как у всех. Но осознание будет меняться. Ангелами не станем при этой жизни на земле. И не старайтесь. Пробить, да? И тут аура, говорят, пробита, вытекает эта энергия. Мы сами ее через эмоции пробиваем. А когда энергия утекает на недоделанные дела, незавершенку, либо когда мы подключены к эгрегорам, когда мы питаем сущности всяких. Когда мы питаем, вот феншуйский эгрегор Алена не просто так затронула. Это такой эгрегор, почему? Потому что китайцы это биороботы, это искусственно созданные люди, у них нет духа. Они не связаны с духом, они искусственно созданы, поэтому они ищут эгрегоры, как бы это лжедуховность. Поэтому они создают вот эти всякие поклонения. У них сколько божеств-то? Лакшми, Тара, Ганеша. У них нет связи. Индия тоже. Индия, Китай, они все искусственно созданы, биороботы. У них нет связи с духом. Много-много тысяч лет до нашей эры это были созданы. Земля-то не была настолько наполнена. С духом связи нет. Искусственно созданные души. Не, это они так выдают. Они выдают, и на самом деле вот те, кто ходят там на феншуй и прочие, вот эти мастера феншуйские, они продают ваши души дьяволу, вот их своему эгрегору, поставщики душ. А мы со своим духом связь не налаживаем и ищем там волшебные палочки. Но осознанный человек оттуда отскакивает и начинает задаваться правильными вопросами, и его начинают вести. А слабый духом человек тоже как подселенец, он к эгрегору подключен, и эгрегор его не отпускает. Прокляни того, кто против Ганеши. Да? Это я начала наблюдать, когда в 2014 году мы организовали Витмано, начали приходить разные люди на индивидуальные встречи, на семинары, и там много приходило людей, которые вот Индию посещали, там, феншуисты уровня какого-то там мастера. И эго и гордыня у них вообще зашкаливало, да, они говорят: я только что, вот так сидят, я только что приехала с Индии, прошла пуджа кого-то там, я чистая. Мано заходит, Мано ее там выходит, вообще, они приходят, они думают, что им скажут: ты же уже как ангел, ты же просветленная. А они, погрязшие в нижние миры, продавшие душу дьяволу, вот, там у них, когда мы продаем душу дьяволу, там о духе и речи нету. Они даже связь своей задачи души не могут наладить. На 5-й уровень, это 3-й уровень. Да, душу свою продают. И эгрегор от них качает. То, что родом наработанная информация, сливается как в унитаз.
Да? И Бог, нужно понять, что Бог питает нас 24 часа в сутки своим светом, любовью. А мы это не принимаем, мы ищем где-то другую любовь, когда кто-то в нас влюбится, когда нам подарит. Нет, Бог нас вливает эту любовь, и мы должны эту любовь взрастить внутри себя, принять, наполнить свой сосуд. Ага, до свидания. От этой Божьей любовью и делиться ею. А мы хотим от мужа комплимент не сказал, ничего не подарил, не любит. Да? Любовь, она ни подарками, ничем не измеряется. Любовь, она, если есть, это вот молча взаимопонимание. Да? Когда вот любовь, вот именно взаимопонимание и гармония, и покой друг с другом. Вот это, когда кармичные отношения, сначала все так как-то, кубик-рубик, да? Отношения – это работа. Не надо думать, что влюбилась, вышла замуж, всю жизнь будет такая влюбленность. Ничего подобного, это работа. Поэтому развод – это не выход из ситуации. Если осознали что-то и понимаем, что да, этот человек мне что-то показал, и с этим человеком мне дальше не по пути, да? Если я осознаю, урок этот с ним прошла, благодарю, дорогой, и за детей, и за опыт, но я четко осознаю, что моя миссия немножко другая. Вот тогда нормально. А если я говорю, козел, баран или кто-то, ухожу от него, и другой козел приходит, и я все время думаю, что такое? А почему? Потому что я коза. Оказывается, да? Сама коза, и да, козлов собираю. А нужно понимать, что шкуру козы надо отбросить и какое-то время побыть овцой. Потом тигрицей где-то, да? Роли меняются, дух тоже принимает весь опыт, и мы как живой организм трансформируемся, как бабочка даже, да? Сначала она гусеничка, вот та же коза, да? Но опыт какой-то получила, она перерождается, 3-4 этапа, 5 или этапов проходит эта гусеничка, чтобы стать бабочкой. Точно так же и мы. Когда вот эти уровни я рисовала, переход из уровня в уровень очень болезненный. Поэтому некоторые на этом этапе делают, не, мне же и так было комфортно, нафиг это мне духовные знания, хрест. И опять погружается в страх. Потом через какое-то время, Лена, я так испугалась, я так боюсь этого. Ну, зачем ты откат сделала назад? У тебя же была возможность перейти вот на другой уровень через веру в себя. А когда мы делаем откат назад, когда теряем веру в себя и веру в свой выбор, веру в правильность своего пути. Даже если мы оступились, где-то упали, важно не как мы упали, а как встали. И сейчас, говорю, мы к духовному роду переходим. Если мы на 4-м уровне, на 5-м уровне мы живем за счет физического рода, они нам как почву делают, да, чтобы мы крепче на ногах стояли. А когда мы расширяем сознание, уже род идет за нами. И для них это опыт, и их перерождение, и вот исцеление потерявшихся, обнуленных, вот эти пустоцветы, места, если уже еще не занято, их вернуть всех на места. Но пустоцвет – это тот, кто не имеет детей. Но есть люди, которые могут и не рожать детей, и они все равно переродятся в роду. И вот род говорит, мы для тебя место все равно найдем, да? И вот изгоя какого-нибудь изгнали, и на него поставили этого человека, который не рожден. Потому что мы заслуживаем это, да, своими делами, действиями, поэтому материальные блага и прочее – это то, что мы заслужили. То, что мы заработали, это всегда результат того, что мы имеем право получать, да? Не все же, например, рождаются в полных семьях. Вот как бы род это и материнская сторона, и отцовская, да? Но много сейчас вот как бы полных семей. В каком роду тогда вот ребенок, получается, считается, что это... Первые 4 ребенка всегда по роду мужчины приходят. По роду отца. Первая женщина, когда рожает, если даже, смотрите, женщина, если рожает от одного и того мужчины, первые 4 ребенка от рода мужчины, да, от отца. А если женщина рожает от разных мужчин, она каждый раз рожает от рода мужчины. Поэтому женщина должна быть целомудренной.
Но если у женщины мальчик, да, она родила от рода мужа, но тем не менее у нее есть возможность переродиться через своего сына. Поэтому мальчики всегда ценились, девочек барахсанушек и сжигали, и хищникам на съедение давали, да? Потому что она как бы... Одна женщина может родить 10 детей. Поэтому много женщин раньше не надо было, но сейчас много женщин, потому что пришла пора мужчинам отдыхать, женщинам пора работать, пахать. Но пахать с удовольствием, с любовью, наполнять все пространство любовью. И когда вы боитесь за своих детей, переживаете, включаетесь в чувство вины, вы начинаете что делать? Портить воздух, как будто газовым баллончиком брызгаете и травите воздух. А почему? Потому что не доверяете ни себе, ни своим детям. Хорошо? А когда вы говорите с любовью, как-то все делаете с любовью и благословляете все, что вы делаете. Ребенка одного оставили, но не двухлетнего же, не младенца, а с братом, сестрой, если они уже четко осознают, что газ включать нельзя, то делать нельзя, если у них есть занятия, то с благословением оставьте, и на ту территорию они даже не войдут, потому что они будут под защитой. Любовь – это главная защита. Не надо искать обереги, не надо ходить, чтобы вам что-то закрыли, что-то убрали. Это вы все делаете сами через любовь. Чистое пространство, грязь не попадает, она отлетает людям самим. Поэтому вот увидите, когда сами начнете действительно наполняться любовью, те завистливые люди, которые что-то вам пытаются сделать, они сами будут страдать. Они сами будут получать бумерангом то, что они направили вам. А то, что вы от чего страдаете, это ваши косяки. Кому-то что-то посплетничали, кому-то позавидовали или что-то, да? Гордыню где-то проявили. Гордыня самая тяжелая ноша. Поэтому гордыню приземляют очень. Можно уточнить? Я вот четыре первых ребенка приходят в род мужа. А если вы говорите из рода мужа. Из рода мужа. А если вот женщина, например, по одному ребенку 4 раза замужем и каждый раз по одному, то что? Каждый раз от мужчин, от которых рожает те души, вообще разные рода. 5-й ребенок, если она с одним же и том же мужем живет, от одного и того же, с 5-го ребенка она начинает перерождать уже своих предков. Своих предков или из своего рода. Поэтому раньше ценили целомудренные прямо. И чем шире бедра, если живот мягкий, плодородное. Если раньше такого понятия, как кубики, не было, наверное. Вот сейчас женщина, когда уходит в эти кубики, у нее энергия женская не функционирует и страдает. А на самом деле в каждом из нас, и у мужчины, и женщины, 50% женских, 50% мужских энергий. А мы что делаем, девушки? Идут качаться, и эти 50% мужских не увеличиваются, больше невозможно. Просто они берут и женские свои обнуляют просто. Можно вопрос? А если у женщины женские болезни беспокоят постоянно, выкидыши, замещи, беременности, тоже знак такой? Там тоже нужно смотреть конкретную программу, разные причины. Бывает, вот именно матка женская – это второй мозг женщины. Когда она на мужа обижается, на мужчину обижается, что вот матка все время в напряжении, она неплодородна тоже, как почва, земля неплодородная. Сколько семя не сажай, не прорастет. Поэтому у женщины матка, как вторая чакра, и мозг очень хорошо связаны. 6-я и 2-я чакра связаны, и если, а между ними стоит 4-я чакра, любовь безусловная. У женщины должны работать 2-я, 4-я, 6-я чакра, у мужчины 1-я, 3-я и 5-я чакра. А 7-ю они сами оба наработают. Поэтому почему нужен рядом мужчина? Потому что если мы гармоничны, мы друг друга вот так дополняем. Да? Он мне 1-ю, я ему 2-ю, чего у него не хватает. Да? Он мне 3-ю, я ему 4-ю. Он мне 5-ю, я ему 6-ю. Да? А почему, если у женщины и 2-я чакра отключена, и 3-я с ума сходит, да? Она сама придумала и сама обиделась. У нее поэтому воображение. А мужчина вот четкий, да? Более четкий. Чего хотела, мы там накрутим, а он четко, он видит четко и коротко и ясно говорит. Ну, бывают исключения, когда мужчины много говорят, как женщины.
у них это развито, да? Вот. Еще какие? Ну вот если, допустим, матка это мозг женщины, то они, это же взаимосвязано еще и с грудью, например, да? Вот как бы все Ага. взаимосвязь идет. Ага, почему? Смотри, опять же, да, вторая чакра, если мужчина дает первую, женщина третью, потом мужчина третью, четвертая, и пятая не восполняется. Почему пятая вот тут, вот четвертая, да, здесь, обиды и так далее. Почему? Потому что женщина не дает эту любовь, не дает, у нее застой, слизь. Слизь, и вот эта зона, она что? Накоплена, а она еще вот эти фарингиты и прочее, они все здесь как невысказанная обида. Я сама тоже за собой наблюдаю, когда какая-то все равно конфликтная ситуация происходит, и вместо того, чтобы что-то сказать, я проглатываю это слово, у меня сразу фарингит. Сразу. Вот поэтому вот нужно уметь учиться у мужчин высказываться коротко и ясно, учиться делиться этой любовью, да? То, что, что делаем? Так, пришел поздно, что-то обиду там проглотил, а вместо того, чтобы просто прийти обнять. Какая разница, что он просто поздно пришел? А он то, что поздно пришел, пока он шел поздно, да, мы накрутили. Как он на кого-то посмотрел, с кем-то 3 раза переспал, возможно, да, или еще что-то. А еще хуже, когда опаздывает, женщина начинает накручивать, что он уже 3 раза умер, под машину попал, напился, когда он не пил, или еще что-то. Фантазия бурная у женщины. Да? И потом вот это все, оно никуда не уходит, оно все оседает здесь. Оседает здесь, поэтому маточка страдает. Почву вместо того, чтобы удобрять, мы начинаем ее что? Травить нитратами всякими. Женские болезни все мозгов. Да, не надо обижаться. Да. Вторая чакра еще не чувствовать стыд и вину. Да? Мы иногда, бывает, что в гневе прокричимся и на детей или на кого-то. Бывает нам. Что? Греха-то, мы же не все такие идеальные, да? Крикнули, что-то там сказали, а потом чувство вины входим. Значит, бедный ребенок, что-то ударило или там. Из чувства вины выходим и начинаем разговаривать с ребенком, а ситуации разбирать. Не ты плохой, а вот ситуация, вот это мне не понравилось, либо извини, или что-то, вот я так увидела. А потом он расскажет свою версию. Вот опять 5-я чакра в плюс идет. И вот здесь у нас начинает все упорядочиваться. Наверное, встречались с таким, что обижаетесь, и прочее, а потом через несколько лет мужу говорите, вот на этой ситуации я вот так подумала. Да? А я вообще даже так не думала. Я даже не знал, что ты на это обиделась. Я даже не считала это важным или нет. Да. Я даже не заметила этого. Поэтому учитесь проговаривать. Ты задержался, я подумала так-то, так-то. Он скажет, да успокойся, я там что-то где-то искал тебе цветы, но не нашел, все магазины закрыты, да? Как бы так. Поэтому женщине важно вот этот свой мозг приводить в порядок через умение разговаривать. А у нас не разговор, а у нас претензии в минусе, да? Претензии убираем, говорим о себе. Не ты, козел, меня злишь, а я злюсь. Меня ситуация как-то вывела из себя. Может, я что-то недопонимаю, дорогой? Давай обсудим, да? А старые обиды, если вот они уже давно, как их лучше прорабатывать? Проработка только... Вот старые тем более хорошо проработать, если видеть, какая выгода от этого получилась. Всегда есть плюс. Всегда. Даже если подруга 30-летней давности, 30 лет предала, всегда есть плюс. Ну, их лучше как выписывать или проговаривать, или... Ищите плюсы. Ищите плюсы. Обида уходит только тогда, когда мы благодарим. Только через благодарность. Благодарю, моя подружка, что ты меня оставила в этот момент. Если бы ты не ушла, я бы не поняла и не встретила бы своего мужчину. Или что-то. Потому что когда она рядом, что-то там происходит. Либо то мужчина бывший, да? Как хорошо, что ты меня бросил в самый такой момент, я чуть-чуть пострадала, я так много осознала,
Что следующий мой мужчина стал, я нашла наконец-то идеального, я потому что наконец-то прописала именно того, кто мне нужен. И благодарим, все в благодарность. А тема прощения не работает просто так. Прощаю, да? Вот здесь простила, а здесь лежит. И потом как бы аффирмация, у меня все хорошо, я здорова. Я не здорова, я болею, да? Но я понимаю, что эта болезнь приносит мне какую-то выгоду. Плюс даже пенсия. В любом случае, всегда есть выгода. Даже в плохом есть выгода. Поэтому ищите плюсы, ищите плюсы. Ищите женщину. Можно вот еще вопрос? Например, люди умирают насильственной смертью, да? Угу. Тут получается, вот они перевоплощают, реинкарнацию проходят и приходят в какой род? Люди, которые умирают не своей смертью. Ну, например, шел человек на работу, упал кирпич, или там машина резко сбила, Ага. в этот момент ничего не успел. Ну, смотрите, когда люди умирают не своей смертью, опять же, ответственность ложится на тех, кто остался в живых. Его надо правильно отпустить, потому что они не понимают, что они умерли. Шел на работу, у него цель была такая, у него еще ресурс на еще 30 лет, да? Упал кирпич, и он продолжает мысленно идти на работу. Возвращается домой, а там все сидят, плачут, он пытается что-то делать, он продолжает жить возле нас. Поэтому, когда он же нас слышит, нужно умер, ну все отправляем, все правильно собрать, правильно отправить. Поэтому тут опять тоже мы сознание и так далее. Если мы грустим, а он, когда мы в печаль, в грусть, он все время рядом с нами гладит, пытается успокоить, а мы его не чувствуем, он тоже не может уйти. Вот как 3 года назад у меня умерла двоюродная сестра, и вот ее сестры никак не могли ее отпустить. Но я пыталась им объяснить, но своих никогда не слышат. Поэтому до своих сложно достучитесь. До чужих достучитесь. Да? И пришлось отправить их к другому человеку. И тот сказал, вот сущность, и она ждет, когда... Она уже сущность, через 3 года стала. Да? Пока вы ее не отпустите, заберет кого-то еще другого. Поэтому не подставляйте ни детей. Вот кто слаб, те их забирают. И после этого как-то... А когда та двоюродная сестра заболела, резко заболела, ее мама, здоровая женщина, у нее тоже рак крови нашли. Вот та болеет, это болеет, и как будто, Аллах биджахи, да, борьба, кто останется, да? И мама осталась, та умерла. И когда вот 3 года мама все время химию проходила, и когда вот те девушки отпустили ее, у мамы анализы улучшились. Понимаете? Поэтому, а там у бабушки сильный дух, но возраст 85 лет. Поэтому вот так. А мы можем подставить, если у нас нет старых в возрасте родных, да, мы можем подставить детей, у которых тоже слабый дух, да? И с родом связи нет. Особо кесаренные дети, у них с родом связи нету, надо налаживать. У кесарят и тех, кто... Потому что все есть законы природы, когда через родовые пути проходят, а родовые пути, это и в сакральной геометрии, везде это очень мощный канал, проходя через который они вот это все нарабатывают. Да, да. Угу. Ага. И кесарята, эко-дети, искусственно оплодотворенные, у них связи с родом нету, а если кесарята, ладно, они, у них душа, там по плану все пришло, а эко-дети вообще внеплановые. Внеплановые, но это дети, которые, раньше мы думали ужас-ужас, на самом деле не ужас-ужас, просто они, может, тоже из того поля, как зависшие между мирами, оттуда они схватили, привели. Ага. Поэтому у них ценности особой жизни нету, как бы все спокойно, как-то так. Они же не готовы пришли. Но тут важно работать родителям над духовностью, тогда все исправляется. Все можно исправить через понимание, кто ты такой, и через вот именно расширение своего сознания. Через трансформацию на уровне мысли форм. Потому что мысли могут быть не только не наши, да, откуда-то прилетевшие, но и из родовой системы. Когда кто-то умирает, бывает, что люди боятся там,
автокатастроф, там, боятся сесть за руль и так далее. Потом начинали, мы раньше это все делали, погружение и так далее. Оказывается, в роду прапрадедушка умер, когда вот лошадь скинула его. А тогда это как автокатастрофа же, да? В пути умер человек, поэтому человек боится пути. Ага, подсознательно где-то. Поэтому так. Еще есть вопросы? Аксинья загрузилась? Куда я попала? Куда я попала? Но тем, кто где-то по чуть-чуть где-то читал, им чуть проще, да, информация ложится. А тем, кто впервые, ну, тебя не просто так сюда привели, первый раз, наверное, это твоя тема тоже. Да? И тем более, когда позвоночник болит, это все тема с начала рода. Человек не стоит крепко на ногах. Да? С родом надо хорошо поработать. В любви и благодарности. Связаться. Вот там, где пустые огонечки, вот эти исключенные из рода много, там вот поток застревает и не может идти до нас. И вот по позвоночнику, вместо того, чтобы энергия вот так циркулировать, она где-то застой дает. Угу. Поэтому вот протрузии, грыжи. Если даже протрузии не было, но человек идет не туда, то он копчик ломает, вечно падает, с ногами проблемы. Вот так. Ну, мы всегда открыты, пока я здесь до апреля. У нас будет курс вне матрицы. Если вдруг надумаете, у вас есть преимущество 50% скидки. Вообще никогда скидок не делали, а? Это и есть, где вы подаете рождение, чтобы смотреть? Да, это целый 10-дневный курс. Почему он такой длинный? На самом деле, потому что я могу за 2 дня дать информацию, да? Но качество не то будет. Это даже тренинг. Вот прямо распаковка, осознание, проживание. Где-то в какой-то момент я вас буду раздражать, бесить, потому что я как акушерка буду тянуть вашу голову, да? Угу. А там по вечерам, да, или как? Да. В будни по вечерам, выходные с 11 до 4, где-то так. Но у нас будут перерывы. Первые 2 дня, потом перерыв 1 день, потому что это нагрузка. Просто ни мозг, ни тело не выдержит. Да? Потом 3 дня, потом 1 день опять передышка. И если первые курсы они платили дорого, у них не было доступа к видеозаписям, у вас есть видеозаписи, где-то можно переслушать, посмотреть. А если где-то меня не получится, то я могу видеозаписи? Да, видеозаписи, доступы у вас будут. Ага. Поэтому у вас есть время, мы не заставляем прямо сейчас придумать, решить. До 10 числа у вас есть время подумать, 10 числа мы начинаем. Просто уточняю, что вы там на работе подкорректировали. Потом, живая передача, она очень важна, потому что когда мы работаем, я с поля считываю, особенно те, кто в первых рядах сидит на обучении, прямо информация оттуда выходит, сидят такие, насквозь видеть, что ли. На самом деле живая передача она такая, а онлайн она не такая. Но мы потом уже переходим на онлайн обучение. Поэтому шанс, так как я переехала. Но меня, оказывается, когда я не понимала, почему мы туда переехали, как муж на это согласился. И какое-то время я думала, меня на ссылку, что ли, отправили. За что? Я этот город смотрю, он какой-то другой, Якутск хочется вернуться и так далее. Но только потом поняла, оказывается, в защитных целях. Здесь та информация, которую я подаю, для людей с устаревшими взглядами, она не этот. И меня вот вне границы, вне отправили, потому что туда она не мешает мне работать. Вот так. Я благодарю вас. Если вопросов нет, то надеюсь. Но если вопросы будут, пишите. Да, мы постараемся сделать, может быть, ответы в Инстаграм и так далее. Вопросы будут возникать. Пишите вот и Наташа, или в директ Инстаграма. Хорошо? Угу. Ну и расслабьте мозги. И лицо расслабьте, не напрягайте. Те, кто внимательно прошло, они сидят спокойно. А кто тут они там? Как жить? Где дух? Меня спрашивают, Лена, как понять, на каком я измерении? А как я перешла? Что я должна чувствовать?
этот курс потом у нас будет продвинутый по чакрам, вот именно по энергоцентрам. Это в конце марта. Вот такие дела. Чакра, когда это что? Это энергоцентры. Энергоцентры. Ну, например, у фэншуй тоже там самое же, Индия, чакры. Ну, это по законам мироздания. Это не они придумали, это было, есть и будет. Да, да. Да, с самого начала, изначально они есть, но мы как бы с 7 чакрами, как по привычке, на самом деле их тоже несколько, 9. 9 чакр. Но почему только 7? 7 берут только то, что в теле, да? А 9, если то там уже тоже вне тела есть чакры. Ниже и выше. Если еще есть вот так, то тоже они по плечам, но это чуть другая история. Все, спасибо, благодарю. Осознанной жизни вам. Любви и благодарности, ничего ценнее нету. Ищите за все. Если даже наступит вам на ногу, тоже благодарите. Ой, благодарю. Больно. А иногда больше всего наступает на ногу, когда вы куда-то улетаете и приземляют вас. Ага. Ну, есть же такой, каждый человек, например, учитель. Да. С этим согласна? Ну, учитель не человек, а учитель жизнь. А человек просто создает ситуацию, чтобы мы что-то поняли. Да? Поэтому мы как бы его благодарим, но на самом деле проходим. Да, Через это. да, главное. Поэтому, если я даже не имею права сказать, что я учитель или кто-то, я проводник, я даю вам информацию, а жизнь вас сама научит. С помощью кого-нибудь. С помощью мужа, детей или там с кем-то в автобусе. Или продавщицы в магазине. Или овощника, который тухлый лук положит. Враг народа, да?